بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق. Доктор Роберт Дуглас, автор докторской диссертации по религиозным наукам, лектор Христианского института Зоймера, отделение исламоведения. В течение 10 лет занимался миссионерской деятельностью, проповедовал Библию среди мусульман Ближнего Востока. Уважаемые братья-мусульмане и христиане, разрешите мне поприветствовать вас, присутствующих сегодня вечером на этом историческом диспуте на тему «Распятие Христа. Миф или реальность?». Сегодняшний диспут будет проходить следующим образом. Регламент первого выступающего – 50 минут, второго – 60 минут. Затем первому выступающему будет предоставлено еще 10 минут для комментариев. После этого всем присутствующим будет предоставлена возможность принять участие в диспуте и задать вопросы докладчикам. А сейчас мы бросим жребий и попросим уважаемых участников диспута бросить ту или иную сторону монеты, чтобы определить последовательность выступлений. Итак, первым выступает Ахмад Дидат. Хвалю Аллаха о защите от сатаны проклятого, во имя Аллаха милостивого и милосердного. И скажи, пришла истина и исчезла ложь, поистине исчезающая. И мы не просим из Корана то, что бывает исцелением и милостью для верующих, а для неправедных только увеличивает потерю. Истину говорит великий Аллах. Господин председатель, дорогие братья и сестры, в начале своего выступления я хотел бы сказать, что вижу здесь много людей, исповедующих христианскую религию. Я хотел бы прояснить позицию мусульман по отношению к христианству. Ислам является единственной религией, считающей одним из непременных условий веру в Христа как в пророка. Мусульманином может считаться только тот, кто верит в Христа. Мы, мусульмане, верим, что Христос является одним из пророков, верим в Его чудесное Рождество. А в это, кстати, не верят сегодня многие христиане. Слово «Христос», «Аль-Матих», латинского происхождения, «Христо». Мы верим в то, что Он воскресил мертвых, исцелил слепых и прокаженных с позволения Господа. Поэтому между мусульманами и христианами есть много общего. Разногласия существуют лишь по некоторым вопросам. Первое — первородный грех. Второе — божественное происхождение Христа. Третье — распятие Христа. Вот те вопросы, по которым существуют разногласия между мусульманами и христианами. Что же касается темы нашего диспута, распятие Христа, миф или реальность, то в Священном Коране содержится прямой ответ на этот вопрос. Всевышний говорит: «Хвалю Аллаха о защите от сатаны проклятого во имя Аллаха милостивого и милосердного». И за их слова «Мы ведь убили Мессию, Иисуса, сына Марии, посланника Аллаха». Затем они говорят, что убили Христоса, посланника Аллаха. Далее в Коране говорится: «Они не убили его и не распяли». То есть не убили его и не распяли, как полагали. В Коране говорится, но это только представилось им. В Коране говорится, и поистине те, которые разногласят об этом, сомнения о нем, то есть они не уверены в этом. Нет у них об этом никакого знания, то есть они не знают истины, нет никакого знания, кроме как следования предположениям. А эти предположения построены на фантазии и воображении. В Коране говорится, они не убивали его, наверное, то есть никогда не делали то, что христиане называют распятием.
Слово «распятие» crucifixion по-английски — это когда тело человека приковывают гвоздями и привязывают веревкой к кресту и убивают его. Глагол «распятие» обозначает убить человека, приковав и привязав его тело к кресту. Распятие crucifixion — это по сути дела два слова, и лишь орфография и произношение поясняют нам разницу между ними. С точки зрения ислама, распятие crucifixion, а точнее вторая часть fiction, означает воображение, предположение. И сейчас, когда мы говорим, что это всего лишь воображение, мы видим, что христианин написал книгу, в которой он пытается привести аргументы и доказательства о распятии. Он говорит, что существуют свидетельства очевидцев людей, которые видели это, и утверждают, что распятие Христа — это очевидный факт, имевший место 2000 лет тому назад. Сегодня я не буду повторять фразы типа «это говорят мусульмане» или «об этом говорится в Коране». Нет, давайте вместе посмотрим, что говорится на этот счет в Библии, которая имеется у вас, независимо от ее издания и перевода. Вы услышите выдержки, цитаты из Библии, на которую я буду ссылаться, и аргументы, на которые я буду приводить. Итак, Христос после своего распятия, после своего якобы имевшего место распятия, вернулся в горницу большую, где происходила Тайная вечеря. Войдя в комнату, Христос поздоровался на иврите. Он сказал «Шалом алейким», «Ассалям алейким» по-арабски. Когда он произнес эти слова, ученики задрожали от страха. Я задал вопрос своим друзьям, христианским богословам. Почему его ученики задрожали? Когда вы встречаетесь со своим любимым господином, любой друг или вообще любой человек, которого вы любите, вы должны ответить приветствием на приветствие, обняв, поцеловав его. Однако ученики Христа, чтобы сделать эти привычные вещи, задрожали. И здесь я задаю вопрос, почему они задрожали? Мои друзья-христиане говорят мне, посмотри, что написано в Евангелии от Луки, глава 24-37. Они, смутившись и испугавшись, подумали, что увидели Духа. Они подумали, что Христос превратился в призрака, в Духа. Вместе с тем необходимо спросить, а действительно Христос выглядел как призрак-дух, или что-то в этом роде? Почему они подумали, что Он превратился в Духа, в то время как Он выглядел совершенно иначе? Кстати, весь мой опыт общения с уважаемыми христианскими богословами показывает, что они всегда приходят в замешательство, почему они считают, что Иисус выглядел как Дух, хотя Он на самом деле не был похож на Духа. Я говорю, что причиной этого являются только ученики Христа, которые слышали, как люди распускают слухи, что Христос был распят на кресте. Они узнали, что, судя по слухам, Христос умер и превратился в призрак, испустив дух, что Христос умер и похоронен. Поэтому сведения, имевшиеся у его учеников, базируют исключительно на слухах. В Евангелии от Марка, глава 14-50, говорится, что одним из важнейших событий в жизни Христа, которое необходимо упомянуть, является то, что ученики оставили его и все бежали, все ученики покинули его. И поэтому они не могли быть очевидцами происшедшего. Все, что они говорили, основывается на происходивших слухах. И если люди считали эти слухи доказательством смерти и погребения Христа, то вполне естественно, что они испугались, увидев его снова, считая, что перед ними появился призрак. Христос хотел показать своим ученикам, что Он не тот, за кого они его принимают. И сказал: «Посмотрите на руки мои и на ноги мои, это я сам. Рассмотрите меня, ибо дух плоти и костей не имеет,
Дух — это только дух. Это является очевидной истиной, которой нет необходимости доказывать. Непреложной истиной является тот факт, что дух ни плоти, ни костей не имеет. Однако, почему Христос решил сообщить своим ученикам эту очевидную и общеизвестную истину? Причина заключается в том, что ученики Христа считали, что Он воскрес из мертвых, возродился, или произошло Его превращение Духа. Это и было причиной слов Христа, адресованной своим ученикам. «Я не такой, каким вы меня считаете. Я не дух и не призрак». Изумленные ученики сказали: «Что же случилось? Мы считали, что он умер и похоронен. Однако мы видим и слышим, как он говорит, что это он сам, с его плотью и кровью». Когда же они от радости еще не верили, он сказал: «Есть ли у вас здесь какая пища?» Они подали ему часть печеной рыбы и сотового меда, и он ел пред ними. Евангелие от Луки, глава 24. Что хотел Христос сказать ученикам? Что Он дух, призрак? Нет. Он хотел показать им, что это Он и есть, что Он не ожил, не воскрес, потому что ожившее тело становится духом, принимает духовный облик. Кто сказал это? Я говорю, Павел. Кто сказал? Я говорю, Христос. Кто сказал? Вы все сказали. Любой из вас должен признать, что ожившее тело не будет иметь ничего общего с физическим телом. У него не будет ни плоти, ни крови, лишь дух. Святой апостол Павел говорит в первом послании к Коринфянам, глава 15:3, о воскресении Христа. Кстати, в некоторых священных книгах эта глава так и называется «Воскресение Христа». Он говорит, что Христос умер за грехи наши, и что был погребен в третий день по Писанию, то есть по священным книгам. Однако от Писания здесь вовсе не имеется в виду Евангелие от Матфея, от Марка, от Луки, так как Евангелия не были написаны. Они датируются 66-м годом нашей эры. Другие книги, по мнению исследователей, датируются 60-м годом нашей эры. Следовательно, это не относится к Евангелиям от Матфея, Марка, Луки и Иоанна. В главе 15 первого послания говорится: «А если Христос не воскрес, то проповедь наша тщетна». Другими словами, христианство ничего не может предложить человечеству. Когда в нашу страну приезжают христианские проповедники, когда они приходят к нам домой, они говорят об общей чистоте и непорочности. Но не об этом сейчас идет речь. Мы хорошо понимаем, как важно приветствовать гостя. В моей стране нет ни одной религиозной общины, представители которой могли бы сказать, что они лучше нас. Проповедник не может обратиться к мусульманам со словами: «Мусульмане, вы не получите спасение, так как спасение можно получить только через кровь Христа». С этим мы не можем согласиться. Поэтому святой апостол Павел говорит: «Если мир не будет верить в воскресение Христа, кровь Христа, то наша проповедь и вера будут тщетны, напрасны». That if this didn't happen, then your preaching is vain, useless, worthless, and your faith is also useless, worthless. As the American would put it, it's all garbage. В главе 15 послания к Коринфянам святой апостол Павел спрашивает: «Но скажет кто-нибудь, как воскреснут мертвые? В каком теле придут?» Он задает этот вопрос не потому, что ищет ответ на него. He poses this question not seeking information from us, but it's a rhetoric question, and he himself answers it in verse 42.
И при воскресении мертвых сеется тление, восстает нетление. Сеется в уничижении, восстает в славе. Сеется в немощи, восстает в силе. Сеется тело душевное, восстает тело духовное. Другими словами, если человек умирает, то его тело предается земле, становится прахом. Из земли мы появляемся и в землю возвращаемся. Когда же мы воскресаем, то уже не связываем себя с землей. Тело приобретает духовную форму, как об этом говорит святой апостол Павел. Поэтому во всех книгах Нового Завета, а кстати, апостол Павел является автором более половины книг Священного Писания, большинство выводов основывается на том, что Христос воскрес духовно и принял духовный облик. Конечно, можно задать вопрос, что имеется в виду под духовным телом. Загляните в словарь, и вы увидите, что тело — это осязаемый предмет с определенным объемом и размером. Речь идет о видении внешнего предмета. Когда вы видите внешнюю сторону предмета, вы спрашиваете, что это такое. Я говорю, это то, что видно. Вы можете видеть призрак, привидение, нечто похожее на человека, но вы не можете потрогать это лично. Авторы голливудских фильмов, кстати, умело делают эти вещи. Часто в этих фильмах мы видим, как призрак ходит через отверстие в стене. Сначала появляется пар, а затем человек. Подобные кадры есть во многих фильмах. Например, «Человек-невидимка», «Багдадский вор». В этих фильмах есть такой кадр. Человек на берегу моря находит бутылку, открывает ее, оттуда появляется джинн, похожий на человека, однако его нельзя потрогать или ощутить. Однако это всего лишь тонкий слой воздуха. Может, там и есть некто, однако вы ничего не видите. Некто как бы начинает воплощаться, приобретая свою форму тела. Однако это духовное тело, об этом говорит святой апостол Павел. Когда человек воскресает, то тело его облечено в духовную оболочку. Это подтверждает слова Христоса, сказанные в Евангелии от Луки, глава 20. Итак, в главе 20 Евангелия от Луки мы читаем: «К Иисусу пришли саддукеи. Стало привычным делом, что они приносили ему загадки и головоломки, пытаясь поставить в затруднительное положение Божьего человека. На этот раз они пришли к нему и сказали: «Учитель». На иврите это слово звучит как «рабай», то есть «раввин, священник». Они сказали: «Рабай». У одной женщины в соответствии с иудейскими обычаями было 7 мужей. По иудейским обычаям, в случае смерти мужа, его вдова, если она не имела от него детей, могла выйти замуж за его брата. И так на ней женился брат, и также умер бездетным. Затем женился 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, все умерли, не оставивши детей. Конечно, никаких помех к женитьбе каждого из них на этой женщине не было, так как каждый брат женился как бы отдельно. И так они спросили: «Итак, в воскресенье, которого из них будет она женой? Ибо 7 имели ее женой». То есть, если все могли жениться на ней в мирской жизни, то и ты имеешь право жениться на ней в загробной жизни. Предположим, вы видите свою жену, с которой вы жили мирской жизнью. Вполне естественно, вы скажете ей: «Иди ко мне, моя любимая». Если вы узнаете свою жену, вы же понимаете связь, которую вы установили с ней в течение 50 лет, когда вы были вместе с ней, когда вы были ее мужем. Сейчас, в загробной жизни, вы хотите возобновить эту связь, но сейчас, когда все воскреснут одновременно, все увидят эту женщину, каждый из братьев попытается заполучить ее. Каждый по праву будет говорить, что это моя жена, она была моей. На небе вспыхнет конфликт между 7 братьями. Каждый будет говорить другому: это моя жена, она была моей. Поэтому они и хотели услышать от Иисуса ответ на вопрос, которого из них она будет женой в загробной жизни. Отвечая, Иисус сказал: «И умереть уже не могут, так как они равны ангелам, Иисус — сыны Божьи».
То есть они будут жить вечно. Смерть им не страшна, и умереть они уже не могут. Они будут жить вечно. Другими словами, те вещи, недостаток которых является причиной смерти, такие как пища, кровь, одежда, отдых, уже не будут необходимы в загробной жизни. Если человек умер, то он не будет умирать второй раз, а будет жить вечно. Тело, плоть, которая нуждается в материальных вещах, не будет нуждаться в них в загробной жизни в том виде, в котором они привыкли в мирской жизни. Потребность будет в духовном, то есть не в том, к чему привыкла плоть. Христос сказал в Библии, и умереть уже не могут, ибо они равны ангелам. Другими словами, они станут ангелами. Они обретут, подобно ангелам, духовную плоть. Она уже не будет подобна этой плоти. Они будут подобны ангелам. Они станут ангелами. Они обретут духовную плоть. Святой апостол Павел сказал, что они превратятся в духов. Это же говорил Иисус Христос. Я хочу задать вопрос, есть ли у кого другое мнение по этому вопросу? Когда я выступал в Альберт-Холле в Лондоне при 6000-й аудитории, я задал тот же вопрос. И никто, ни мусульманин, ни христианин, не смог ответить мне по поводу этого факта, по поводу того, что тела воскреснут в духовной оболочке. Так сказал апостол Павел, так сказал Иисус Христос. Я говорю это, вы говорите это, все согласны, что дух не имеет плоти. Другими словами, как сказал Христос, я не тот, кем вы меня считаете. Вы считаете, что я воскрес из мертвых, но не это истина. Я не воскрес. После этого Христос съел часть печеной рыбы и сотового меда, то есть принял пищу, в которой нуждается обычное тело. Проблема в том, что каждого человека программируют. Другими словами, идет промывка мозгов. В 1977 году я выступал в Дублинском университете перед преподавателями и студентами и сказал, вы сталкиваетесь с проблемой промывки мозгов. Итак, мы все запрограммированы. С детства нас учат, что спасение связано с этим вопросом. Мы убеждены, что Христос умер и воскрес. Мы обнаруживаем, что все, что сделал Христос после распятия, подтверждает, что Он не был тем духом. Нет, Он скрывался и не показывался перед людьми, не направился в Иерусалимский храм. Он дал знамение, не осуществил его, как это явствует из текстов. Знамение или чудо. Он не решился встретиться с теми людьми, с иудеями, с народом. Однако Он им дал знамение. В Евангелии от Матфея, глава 12, 38, мы читаем то же самое. «К Нему пришли. Хотелось бы нам видеть от Тебя знамение. Другими словами, мы хотим видеть от Тебя чудо, которое бы подтвердило, что Твоя плоть обычна, что Ты тот самый Христос, которого мы ждем. Сделай же что-нибудь. Иди по воде, воскреси умерших, сделай чудо, что Ты необычный человек, чтобы мы поверили, что Ты наш Христос». Отвечая на это, Христос сказал своему народу: «Род лукавый и прелюбодейный, то есть вы омерзительные, отвратительные люди». Другими словами, ищет обмана. Неужели обман убедит вас в том, что я есть тот, кого Господь Бог послал вам? Род лукавый ищет знамения, но я не дам вам знамения, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка. Иона был в чреве кита 3 дня и 3 ночи. Сын человеческий будет в сердце земли 3 дня и 3 ночи. Это единственное знамение, единственное чудо, которое я дам вам. Сейчас я напомню, что это единственное чудо, которое я дам вам. Вы знаете, что я сделал со слепым, что я сделал с женщиной, страдающей кровотечением. Она прикоснулась к одежде моей и выздоровела. Вы знаете, что я вернул жизнь Лазарю. Вы знаете, что я превратил воду в вино. Но ничего он этого не сделал. Он не сказал: посмотрите на прошлое, посмотрите на то, что я сделал. Единственное, что я вам дам, это знамение с Ионой. То, что произойдет с Ионой, это произойдет со мной. Когда я спрашивал проповедников-протестантов, приезжающих в нашу страну, что за чудо, Иисус говорил, что мое чудо — это знамение Ионы. Так вот, я когда спрашиваю, что это за чудо,
Так вот, поверьте мне, за 40 лет я не встретил ни одного христианина, который бы ответил мне, что подразумевается под этим чудом. Когда я задавал вопрос, осуществил ли Христос это чудо, мне отвечали утвердительно. Когда я задавал вопрос, а что именно, и вот тут я не находил ответа. Может быть, доктор Дуглас ответит мне на эти вопросы. Ведь он один из известнейших и крупнейших проповедников на Ближнем Востоке. А вообще я попытаюсь ответить на этот вопрос. Я попытаюсь вам рассказать об этом знамении, об этом чуде. Для того, чтобы узнать о чуде Ионы, необходимо обратиться к книге пророка Ионы. Эта книга небольшая, она занимает 1 страницу и состоит из 4 глав. Знакомство с текстом займет у вас не более 2 минут. Здесь мы читаем, что Господь повелел Ионе идти в Гвинению и сообщить там людям, что они должны покаяться, тайно и явно, иначе Господь накажет их. Иона был одним из Божьих пророков, и в то же время он был человеком, которого охватывала печаль. Он говорил, что эти люди не выполнили миссию, которую я доведу до их сведения. Они будут смеяться надо мной, издеваться над моими словами, адресованные им. Действительно, те, кого Иисус назвал род лукавым и прелюбодейным. Эти лукавые и прелюбодейные люди издевались над ним. Поэтому вместо того, чтобы направиться в Гвинению и предупредить их жителей о наказании, он бежит в противоположную сторону, где садится на корабль, чтобы плыть в Патис. Вам не обязательно знать все эти названия. Важно отметить то, что вместо того, чтобы идти в Гвинению, он побежал в противоположную сторону. Он бежал, в это время на море поднимается великая буря. В соответствии с древними обычаями, человек, не выполнивший повеление господина, должен быть наказан. Тем временем буря не утихала. Кто мог быть причиной этого бедствия? И здесь Иона понял, что он тот самый человек, которому поручено выполнить свой долг. И он уклоняется от повеления Господа. Считает себя солдатом. Он понял, что не имеет права делать то, что сделал. Господь повелел ему отправиться в Гвинению, однако вместо этого он побежал в Яхову. Он вернулся и сказал: «Я человек, на которого возложена обязанность выполнить свой долг. Возьмите меня и бросьте в море. Это успокоит Господа, ведь Он хочет, чтобы я умер. И вы из-за меня можете умереть, невинные люди. Поэтому будет лучше, если вы бросите меня в море. В этом случае умрет один человек, чтобы спасти вас». Они сказали ему: «Нет, ты праведный святой человек, ты молишься и поклоняешься Господу. У нас есть способ, кто является причиной. Надо бросить жребий». Жребий пал на Иону, корабельщики были вынуждены бросить его в море, буря прекратилась. Море утихло. Может быть, это было простое совпадение, но буря прекратилась. Сейчас я задам следующий вопрос. Иона был жив или мертв, когда его бросили в море? Но прежде чем ответить, я не хочу получить ошибочный ответ, так как если вы дадите ошибочный ответ, скорее всего, вы не будете настаивать на своей правоте. Поэтому я помогу вам, прежде чем вы ответите. Как вы считаете, Иона добровольно изъявил свое желание? Да, он сделал это добровольно. Он сказал им: «Бросьте меня в море». А когда человек добровольно изъявляет желание, то никто не вправе убивать его перед тем, как бросить его в море. Он сказал: «Бросьте меня в море». Поэтому они не имели права убить. Никто не мог убить его. Он сказал: «Бросьте меня в море». Когда они бросили его в море, он был жив или мертв, когда они его бросили в море? Я хочу услышать от вас ответ на этот вопрос. Да, он был жив. Вы ответили правильно. Но награды за это не будет. Вы видите, что на легкий вопрос есть простой ответ. Все говорят, что он был жив, поэтому нет награды за это. Итак, после того, как буря утихла, появился большой кит, который поглотил его. Иона был жив, и помолился Иона Господу Богу своему из чрева кита. Был ли Иона жив? Да, он был жив. У вас будет время задать вопросы. Я прошу вас не перебивать меня. 3 дня и 3 ночи был Иона в чреве кита, плывущего по океану. Иона был жив или мертв? Жив. На 3-й день
Кит направился к берегу и высадил Иону на сушу. Иона был жив или мертв? Независимо от того, какую религию вы исповедуете, независимо от этого, если вы прочли книгу пророка Ионы, и вы в здравом рассудке, вы ответите, что он был жив. Да, это чудо, чудо из чудес. Ведь если бросить человека в неспокойное море, то он обязательно умрет, а если он умрет, то никакого чуда не будет. То же самое произойдет, если кит проглотит человека. Последний обязательно умрет. Если же он не умрет, это будет настоящим чудом. Нужно учитывать, что человек, попавший в чрево кита, должен обязательно умереть. Это чудо святое с точки зрения. Поэтому Христос говорит: «Ибо как Иона был во чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли 3 дня и 3 ночи». Здесь я хотел бы спросить, был ли Иона живым или мертвым, находясь в ките 3 дня и 3 ночи? А Христос, находясь в могиле 3 дня и 3 ночи, был жив или мертв? Но ведь это противоречит христианской вере. Он был мертв. Просите доктора, и он скажет, что Христос был мертв 3 дня и 3 ночи. Иона был жив в течение 3 дней и 3 ночей, а Христос был мертв 3 дня и 3 ночи. Любой христианин скажет вам это. Любой. Будь он геологом, проповедником или еще кем-либо. Любой скажет, что Иона был жив, а Христос мертв. Я спрашиваю вас на вашем языке. Сейчас я хочу задать вам вопрос на вашем языке. Я надеюсь, что вы в совершенстве владеете английским языком. Итак, я спрашиваю вас, что означает на вашем языке слова «как Иона»? Является ли это синонимом «подобно», то есть подобно Ионе, то есть подобно тому, что было с Ионой? Я хочу спросить, кто говорит правду, Христос или вы? Кто лжет, Христос или вы? Он же сказал, что с ним будет то же, что и с Ионой. А вы говорите, что с ним будет прямо противоположное, что с Ионой. Итак, или вы ошиблись, или вы плохо поняли вопрос. Значит, в вашем языке что-то не хватает. Да, в английском языке, на котором я говорю, как Иона, подобно Ионе, а не в отличие от Ионы. Один из ученых сказал мне: «Нет, неужели вы считаете, что Христос как бы подчеркивает временем?» Но не было ничего такого, что можно назвать чудом, независимо, умер человек или потерял сознание. Чудо — это когда мы думаем, что он умер, на самом деле он жив. Вот это чудо. Однако утопающий хватается за соломинку. Этот ученый сказал мне: «Нет, уважаемый господин Дидат, разве мы не имеем фактор времени, о котором мы говорим? Христос сказал, что Иона был во чреве кита 3 дня и 3 ночи, как и Сын Человеческий был в чреве земли 3 дня и 3 ночи». Видите, сказал он мне, Христос произнес слово 3-4 раза. Значит, дело в факторе времени, о котором говорит Христос, а не том, жив он был или мертв. Я спросил его, осуществил ли он свое предсказание. Он сказал «да». Тогда решайте вторую ошибку. Первый раз вы ошиблись, когда упомянули, что Христос говорил неправду. Ибо Христос сказал, что как Иона был, а вы говорите в отличие. Значит, вы совершаете ошибку. Он сказал «нет, ни в коем случае». Но, как я говорил, утопающий хватается за соломинку. Затем я спросил его, когда Христа распяли, когда произошло распятие. Спросите христиан, они скажут, что это прошло в Страстную Пятницу. У вас есть Страстная Пятница? Вы ее отмечаете? Ее отмечают во многих странах. Все христианские страны отмечают Страстную Пятницу. Говорят, что Христос умер в тот день во искупление наших грехов. Спрашивается, поэтому она так и называется? Мне говорят «да». Когда Христа распяли, в полдень или пополудни? Некоторые говорят в полдень, другие пополудни. Я не собираюсь спорить, потому что заранее знаю, что вы скажете. Другой вопрос, сколько Христос провел на кресте? Одни говорят 3 часа, другие говорят 6 часов. Я тоже не буду спорить с вами. Если вы скажете 3 часа, я буду согласен. Если 6, я не буду спорить. Тогда я спросил, а знаете ли вы, что иудеи очень торопились приковать Иисуса к кресту? Однако почему они торопились? Они торопились, потому что боялись простого народа. Он вернул зрение слепым, исцелил прокаженных. Конечно, такому человеку должны были испытывать симпатии огромные массы людей. Ведь его жизнь подвергалась опасности, и все, кто любил его, должны были восстать против тех, кто подвергал его жизнь опасности.
Поэтому иудеи считали, что необходимо действовать быстро. Необходимо убить его рано утром. Пилат сказал: «Это не мое дело, я не буду это делать». Он сказал: «Отведите его к Ироду», они отвели его. Однако не знали, что делать. Они ждали. Ирод сказал: «Отведите его снова к Пилату», а Пилат продолжал ждать. Однако все эти события происходили только в голливудских фильмах, объяснений же не было. Для нас сейчас важно то, что они приковали его к кресту. Было сказано, что это произошло в 3 часа пополудни в ту пятницу. Он остался на кресте в течение 3 часов. Подобно тому, как иудеи торопились приковать его к кресту, были те, которые хотели как можно быстрее снять его с креста. Знаете почему? Это действительно произошло. Одни торопились приковать его, другие спешили снять его с креста. Дело в том, что следующим днем была суббота, а по иудейским законам и обычаям в этот день никто не смог находиться в висячем положении на дереве или каком-либо другом предмете. А то, что нарушало эти законы, нарушало все, что было предписано делать в субботу. Соответственно, не предписывалось вешать на дерево по субботам какой-либо предмет или человека, чтобы это не выглядело как вызов Богу, который завещал им землю. Поэтому, если человек был прикован к кресту в субботу, это было грязным делом. Считалось, что суббота начинается в 6 часов вечера в пятницу. Мусульмане, иудеи ведут отсчет дня с захода солнца. После захода начинается завтрак. Иудеи и мусульмане считают дни таким образом. Следовательно, суббота у иудеев начинается в пятницу в 6 часов вечера. Поэтому они пытались до наступления этого часа снять тело Иисуса Христа и говорили: «Побыстрее снимайте тело». Им это удалось, они обмыли его, это продолжалось час-полтора. Они обмыли тело в соответствии с иудейскими обычаями, положили на него камни весом примерно 45 килограмм, обернули в саван и положили его в саркофаг. Наступал вечер. Если вы считаете, что все это произошло в действительности, тогда предполагайте, что его положили в саркофаг после совершения этих обрядов вечером. Итак, предполагаем, что он был положен в саркофаг в пятницу вечером. Итак, следите за временем. Он должен был находиться в гробу и в субботу. Сутки были разделены на дневные и вечерние часы. Ведь именно Христос сказал это. Ибо, как Иона был в чреве кита 3 дня и 3 ночи, следовательно, сутки были разделены на дневное и вечернее время. Итак, скажем, что Христос находился в гробу в ночь с пятницы на субботу, в субботний день, с субботы на воскресенье и воскресный день. Первый день недели, когда Мария Магдалина пришла посмотреть гроб, как и сказано в Библии. Саркофаг был пуст. Давайте рассуждать, почему он был пуст. Потому что, может быть, Христос вышел из саркофага в ночь с пятницы на субботу. Но я ничего не буду говорить об этом. Однако вероятность того, что он вышел из саркофага в ту ночь, существует. Я спрашиваю вас, сколько дней и ночей оставался Христос в саркофаге? Сколько? 3, 2 ночи и 1 день? Смотрите, 2 ночи и 1 день. Я спрашиваю вас, совпадает ли это с тем, что сказал Христос: «Ибо как Иона 3 дня и 3 ночи, так и Сын Человеческий будет 3 дня и 3 ночи». Разве это одно и то же? Неужели вы не видите разницы? Вы же ошибаетесь. Не найдется ни одного специалиста по математике, пусть это даже будет сам Эйнштейн, кто помог бы вам в этом подсчете. Давайте посмотрим, что по этому поводу сказал Герберт Армстронг. Неужели так подобает себя вести на религиозном собрании, уважаемые американцы? Итак, давайте обратимся к тому, что сказал по этому поводу Герберт Армстронг. Он умер. Однако его высказывания остались на страницах основанного им издания. Этот журнал издается и бесплатно распространяется ежемесячным тиражом 8 миллионов экземпляров. Армстронг говорит: Христос был распят не в Страстную Пятницу, а в Страстную Среду. Это как бы новая мода. Журнал, как я уже сказал, издается свыше 8 миллионов экземпляров. Это достаточно для очередной промывки мозгов. Кто призывает к Страстной Среде? Я сказал народу Южной Африки. Если ваше правительство примет решение о замене Страстной Пятницы на Страстную Среду, то мы должны выступить против этого, организовать демонстрацию. Знаете почему? Потому что пятница — особый день для мусульман. В этот день они ходят в мечети на пятничную молитву. Пятница — выходной день у мусульман. Вообще у нас 3 выходных: пятница, суббота и воскресенье. Если Страстная Пятница будет заменена Страстной Средой, то это будет значить, что останется только 1 выходной день. Поэтому я и сказал, что мы организуем массовую демонстрацию. Я спросил: вы готовы к этому? Да, пойдем.
сказали они мне. Мы не будем изобретать никакую страстную среду, это не подходит нам. Христиане считают, что посланник Бога сильный. Мог ли Христос ошибиться? Я говорю здесь Христос, как человек, который появился, чтобы умереть во искупление грехов человечества. Посмотрите, что произошло. За день до Страстной Пятницы, в четверг, Христос привел своих учеников на Тайную Вечерю и сказал им: «Помните, когда я посылал вас для проповеди? Говорил ли я вам не брать с собой палки и копья?» Они сказали: «Нет. У кого нет меча, пусть продаст одежду свою и купит меч». Один из учеников сказал: «У нас только 2 меча». Он сказал: «Этого достаточно». Однако почему надо было прятать мечи? Для чего вообще были нужны эти мечи? Для какой цели? Они были нужны, чтобы отрубать головы. В Евангелии от Луки, глава 19-27, Христос говорит: «Врагов же моих, тех, которые не хотели, чтобы я царствовал над ними, приведите и поставьте предо мной». Он сказал: «Приведите и отрубите им головы». Да, мы видим, что Христос просит своих учеников вооружиться. После этого он повел их в Гетсиманский сад. Зачем? Чтобы молиться в горнице большой? Разве он не мог повести их на молитву в Иерусалимский храм? Разве он не мог этого сделать? Зачем он повел их в сад? Я утверждаю, что Христос действовал в соответствии с разработанной им стратегией. Он поставил у ворот 8 стражников и сказал: «Сторожите». Он взял с собой Петра и обоих сыновей Зеидеевых. Там, в саду, была внутренняя линия обороны. Он сказал им: «Оставайтесь здесь и следите внимательно за всем происходящим». Следить зачем? Видимо, имелось в виду: «Охраняйте меня». Затем Христос углубился в сад, пал лицом, молился, говорил: «Отче мой, если возможно, да минует меня чаша сия, да пропадет печаль моя. Помоги мне справиться с этой сложной ситуацией, иначе я выпью ее, да будет воля Твоя». Затем он сказал: «Спаси меня, Господи, я в Твоем распоряжении». Затем он отошел и стал молиться неистово. Пот с лица его катился ручьями, и были капли пота его, как капли крови, катящиеся на землю. Был ли у Иисуса какой-либо выбор? Было ли какое-либо соглашение между отцом и сыном, как считают христиане? Мог ли отец сказать сыну: «Сын мой, я пошлю тебя в мир к людям через 4000 лет. Я хочу, чтобы ты умер во искуплении грехов человечества». Однако, как представляется, Христос не сделал ничего из предусмотренного этим соглашением. Посмотрим, как он вел себя. Он взял 8 стражников, сказал им: «Ждите здесь, а вы идите со мной». Неужели такое поведение доказывает, что этот человек готовился к самоубийству или какая-то готовность к самопожертвованию? Если вы служите в армии, то вы, несомненно, понимаете, что, проводя такие оборонительные мероприятия, вы исходите из оборонительной стратегии. А что можно сказать о мечах? Они были с ними, даже если иудеи не пришли к ним. А что можно сказать о Духе, который явился им в горнице большой? Они сказали нет. Они встали перед ним и сказали: «Учитель, мы готовы защитить тебя и пойти вместе с тобой. Мы готовы умереть за тебя». Однако эти люди с палками и камнями никакой опасности для иудеев не представляли. Иудеи оказались более умелыми, чем они предполагали. Они тщательно спланировали все действия в своих интересах. Обстановка изменилась, им противостояло только 8 человек. Иудеи сказали: «Мы покончим со всеми учениками». И тогда Иисус сказал ученикам: «Положите мечи, ибо все, взявшие меч, от меча и погибнут». Как будто он знал то, что произойдет. Условия изменились. Он изменил свою стратегию. В заключение я хотел бы сказать: Христос явился в этот мир не для того, чтобы умереть. Он не умер, не был убит, не был распят. Все его поступки после действия, якобы имевшего действие распятия, подтверждают, что он был человеком, который неоднократно спасался от смерти, а не человек, воскресший после смерти. Прошу вас, доктор Дуглас.
вам посчастливилось принять участие в этом диспуте, который проходит сегодня вечером. В начале своего выступления я хотел бы привлечь ваше внимание, что в мире есть немного мест, где можно было бы провести подобную встречу. Среди мест, где происходят подобные диспуты, Южная Африка. Известно, что господин Дидат регулярно выступает в диспутах подобного рода в Южной Африке. Он был во многих странах мира, в диспутах, проходивших в Лондоне, где его оппонентом был священник, которого я хорошо знаю. Он часто бывает в США. Я еще раз хочу подчеркнуть, что этот диспут является уникальным событием, происходящим в одной из западных стран. Я хотел бы предложить провести подобный диспут в Дамаске, Каире, Пассате или Рабате. Однако я убежден, что этого не произойдет, потому что даже если правительства этих стран не будут возражать против проведения подобного мероприятия, все равно там найдутся большие группы тех, кто никогда не допустит этого. Поэтому я счастлив принять участие в диспуте в этой встрече, в результате которой мы можем достичь определенного взаимопонимания по обсуждаемым вопросам. Действительно, меня очень волнуют вопросы, затронутые господином Дидатом, и я хотел бы вкратце коснуться некоторых моментов его выступления. Я хотел бы начать с констатации того факта, что он прав в формулировке сути вопроса о распятии и воскресении Христа. Однако я позволю себе не согласиться с его выводом о том, что все, что может дать христианство, это спасение через кровь Христа. Это является своего рода чрезмерным воплощением в интересах развития затрагиваемого вопроса. Я знаю, что он знает гораздо больше, чем то, о чем он говорит, то есть то, что христиане могут дать миру. То, что христиане могут дать миру, является уникальным фактом, ведь одним из основных вопросов христианской веры является истина, то есть распятие, смерть, захоронение и воскресение Иисуса Христа. Библия подтверждает это. В Евангелии от Матфея, глава 27, говорится, что Христос был на кресте в течение определенного времени. При этом не описывается, каким образом это происходило, не упоминается последовательность событий. Of Jesus from the dead. The Gospels set this forth as a statement. For example, in Matthew 27, verse 50, it simply says that having been on the cross for a while, let me back up. A few verses earlier, it says they crucified him. В главе 27 говорится: «Иисус громким голосом возопит, испустив дух, и остался с духом». В Евангелии от Марка, глава 15, говорится: «Иисус возопит громко, испустив дух». Нет никакого сомнения, что говорится в Библии по этому поводу. В других главах говорится, что Христос был распят и умер на кресте. Вопрос, который мы здесь обсуждаем, это более глубокий вопрос. Я коснусь в своем выступлении цитат, которые приводил или на которые ссылался господин Дидат. Однако, в конце концов, вопрос, который мы затрагиваем, это вопрос истинности Библии. Господин Дидат уверял нас сегодня, что Евангелие от Матфея, от Марка, от Луки, от Иоанна послания святых апостолов Петра и Павла, труды Джеймса и других ученых, внесших свой вклад в толкование книг Нового Завета, содержит много ошибок, одной из которых является утверждение, что Христос умер, а потом воскрес из мертвых. Я нахожу это довольно интересным, но только в качестве гипотезы, вокруг которой и идет сегодняшний диспут. Неужели вы считаете, что мы можем обсуждать проблему распятия Христа, проблему духовной плоти, можем рассуждать о чуде, которое произошло в чреве кита? Ведь все это приводит нас к тому, что мы упускаем из виду чрезвычайно важный вопрос. Суть проблемы заключается в вопросе: верим ли мы в Бога? В какого Бога мы верим?
В Священном Писании говорится: «Я не нарушу завет свой, не подменю то, что произнес я своими устами». Христос сказал в Библии: «Исчезнут небеса и земля, но не исчезнут слова мои». В Коране говорится, что никто не может изменить слово Аллаха. Поэтому я хотел бы задать сейчас вопрос. Возможно, слова мои покажутся не вполне связаны с темой нашего диспута, но ответит ли кто-нибудь из вас, мусульман, находящихся сегодня в этом зале, на то, что в Коране можно ли что-то изменить? Нет, конечно, вы правы. Даже мысли об этом не приходят вам в голову, потому что вы верите в Аллаха и даже не смеете подумать об этом. Даже если вы, не приведи Господь, решили что-то изменить в Коране, то, очевидно, у вас ничего не получится. Потому что Коран имеется сегодня в различных частях света. В Малайзии, Индонезии, Бангладеш, Индии, Пакистане, Ираке, Сирии и так далее. Надо ли называть все страны, где имеется Коран? Поэтому, если двое из вас, или 10, или даже 100 человек, решат изменить Коран, то очевидно, что это быстро обнаружится. Дело в том, что в мире не существует способа, при котором можно было бы собрать все экземпляры священного Корана, имеющиеся в мире. Но даже если сделать это, то люди спросят, что они делают здесь с этими экземплярами Корана, имеющегося во всем мире. Необходимо сказать здесь, что то, о чем вы даже не осмелитесь подумать, сделали христиане. Они сделали это с книгой, которую они очень любят, подобно тому, как вы любите Коран. То, что вы никогда не сделаете по одной лишь причине, что это невозможно сделать, одним из различных способов сделали христиане. Уже давно христианское послание Библия была записана и стала быстро распространяться среди многих народов и представителей разных культур. Многие из этих народов и стран не очень-то любили друг друга, доверяли друг другу. У многих были идеологические различия. Вы, естественно, знаете о проблемах, существующих в подобных условиях. И знаете, что может произойти, если в университете будет прочитана лекция об исламе в присутствии студентов, среди которых будут сунниты и шунниты. Я знаю, что произойдет, да и вы тоже. Вы всегда смотрели друг на друга с недоверием, потому что между ними существуют разногласия по ряду вопросов. Возможно, вы скажете, их позиции едины по отношению к Корану и основным столпам мусульманской веры. Однако проблема не в этом. Проблема в том, что существует определенное разногласие, недоверие, как это было в христианских университетах в первые века возникновения христиан. Несмотря на некоторую неловкость, которую я сейчас испытываю, я должен признать, что все это существует и в настоящее время, и глупо было бы не говорить об этом. Однако основной вопрос заключается в следующем. Если все христиане с любовью относятся к Слову Божьему, то кто же осмелится изменить его? Как это может произойти? Итак, вы видите, что вместе с констатацией того факта, что Новый Завет затрагивает вопрос распятия, убийства и воскресения Христа, господин Дедат был вынужден затрагивать многие другие вопросы. Несомненно, он может привести много аргументов по этому поводу. Однако эти аргументы можно опровергнуть. Например, он говорит о духовных телах, о плоти, принявшей духовный облик. Однако кто говорит об этом? Святой апостол Павел? Это неубедительное объяснение, господин Дедат. Ставить знак равенства между выражением «духовный, принявший духовный облик» и словом «дух» значит неуважительно относиться к контексту, где эти слова встречаются в различных смыслах. Давайте посмотрим, что говорится в послании к Галатам. Глава 6:1. «Братья, если испадет человек, какое согрешение, вы, духовные, исправляете такового в духе кротости». Разве в тексте сказано «те, у кого плоть духовная»? Конечно, нет. Господин Дедат, хотелось бы, чтобы вы знали, что слово «духовный», встречающееся в первом послании к Коринфянам, имеет как бы обозначение. То же самое относится к слову «дух». Это неправильное толкование смысла слов. Оно говорит, что не учитывается в контексте употребления в Новом Завете, и поэтому имеет несколько значений. Господин Дедат утверждает, что Христос был обманут и ученики бежали. Как вы могли узнать это? Ведь это всего лишь гипотеза. Ведь не говорится о том, что они бежали или находились далеко от места распятия. Ведь это всего лишь ваша собственная
собственные гипотезы. Господин Дидат рассуждает об Иисусе и Ионе. Был ли Иона живым, находясь в чреве кита? Да, но значит ли это, что и Христос был жив, и он стал рассуждать о 3 днях и так далее? Что я могу сказать относительно чуда? Чудо состоит в том, что Иона попал в могилу, просто она находилась в чреве кита. Христос также попал в могилу, находившуюся в чреве земли. Проблема здесь не в 3 днях, не в том, был ли Христос или Иона жив или мертв. Проблема в том, что они попали в могилу, и я был удивлен, когда услышал ваше утверждение, что Христос был жив в могиле в течение 3 дней. Это не совпадает с положениями ислама. В соответствии с положениями мусульманской веры, было определенное внешнее сходство между Христосом и другим человеком. Иудеи схватили похожего на Христоса человека, приняв его за Христа, в то время как Христос скрылся, и на кресте находился другой человек. Не это ли является основным мусульманским толкованием распятия? Ведь если обратиться к мусульманским исследователям, посмотреть на множество различных взглядов толкования этого вопроса в исламе, то мы убедимся в том, что мнение Дидата по этому поводу представляет лишь одну из точек зрения ислама по этому вопросу. Ведь сегодня ислам — это множество различных точек зрений по разным вопросам. Однако, как вы услышали сегодня, эта позиция выдать одного человека мнение всех мусульман. Конечно, можно затронуть 100 вопросов и обнаружить различия толкований каждого из них. Христос был жив в могиле в течение 3 дней. Неужели надо верить этому? Был задан вопрос, чему равняются эти 3 дня. Кстати, я хотел бы пояснить свое отношение к проблеме времени. Когда вам говорят 5 минут в Бейруте, это не значит, что имеется 5 минут из 60. То есть имеется некоторый приблизительный отрезок времени. Когда вы приходите к сапожнику и спрашиваете, можно ли починить обувь и в течение какого времени, он скажет вам минут 5. Но здесь имеется некоторый промежуток времени, а не точное время. Может, вы захочете спросить меня, доктор Дуглас, сколько вы здесь пробыли времени? Я скажу 2 дня. А когда вы приехали? Я скажу вам в 2 часа дня в четверг. А когда уехали? Я скажу в 9 часов вечера в пятницу. Это, конечно, меньше 48 часов, однако я говорю 2 дня. Поэтому чрезмерным упрощением было бы вести подсчет времени в минутах. Важно другое. Мы спрашиваем, что происходит. Если считать время точно применительно к той ситуации, то мы можем попасть в трудное положение. Мы должны уважать исторические и культурные контексты, представляющие действительные рамки тех или иных действий. Хорошо, позвольте теперь мне перейти к предмету этого разговора. Особенно важно остановиться на вопросе, затронутом в Священном Писании в самом начале. Я имею проблему распятия, смерти и воскресения Иисуса Христа. Естественно, я не смогу в рамках отведенного мне времени останавливаться на всех деталях по этому вопросу. Это было бы неразумно. Но я прошу вас внимательно присмотреться к сути проблемы. В первой книге Ветхого Завета «Бытие», глава 22, мы читаем, что Господь приказал Аврааму принести в жертву своего сына. Мусульмане считают, что сына Авраама звали Измаил. В книге «Бытие» его имя Исаак. Отсюда возникает еще один вопрос. Я бы хотел обратить ваше внимание, что в тексте книги «Бытие» Исаак спрашивает, где же агнец для жертвоприношения. Авраам отвечает, «Бог усмотрит тебе агнца для жертвоприношения». Далее Авраам связал сына своего, готовясь принести его в жертву. Однако здесь вмешивается забота Божья. Бог показывает на овна, которого надо принести в жертву. «И сказал ангел Господень, мною клянусь, Господь, что как ты не пожалел сына своего, то я, благословляя, благословлю тебя». Это рассказ-символ, метафора, сравнение, и в то же это исторический факт. В то же время это рассказ о характере Бога, как Он желает, чтобы жертву Ему был принесен агнец. Именно с агнцем сравнивали с Христа. Посмотрите на агнца Божьего, который уходит за грехи человечества. Эти слова сказал Иоанн Креститель. Есть и другие подобные места, например, в книге Исход, глава 12. Людям сказали, чтобы они взяли каждый по одному агнцу. Агнец этот должен быть без порока и должен быть заколот. И сказал Господь, «Я в теню в самую ночь пройду по земле египетской и поражу всякого первенца в земле египетской, от человека до скота, и над всеми богами египетскими произведу суд, я Господь. И будет у вас кровь, знамение, где вы находитесь, и увижу кровь, и пройду мимо вас, и не будет между вами язва губительной». Вот вам, что в соответствии с текстами Нового Завета, Христос является агнцем Божьим. Апостол Павел в своей книге говорит, что Христос, агнец Божий,
помощью которого мы преодолеваем и которого отдаем Господу Богу. Итак, или Христос и Агнец Божий и жертва, которая приносится Богу, жертва, которая была принесена, или же книгам христиан-иудеев нельзя доверять. А если им нельзя доверять, то я скажу так вам, что Господь Бог, возможно, ошибся и сказал, что слова Его не пропадут, и что Он будет беречь и хранить Слово Свое. Господь сказал также: «Нет никого, кто мог бы подменить слова мои». Во времена Ааруна, как говорится в книге «Реликт», глава 16, встречались иные подобные премьеры в истории иудеев. Обычно в рассказе речь идет о двух животных, которые сыграли определенную роль. Первая — жертва, принесенная за грехи людей. Второе — тот, кто умер в искуплении грехов всех людей, чтобы грехи эти больше не совершались. В Новом Завете, в послании Евреям, глава 9-10, мы видим, что много сказано со сравнениями, подтверждающими тот факт, что Христос — первосвященник и жертва. Пророки сообщили нам об этом в священных писаниях. Можно привести примеры из книги пророка Исаии. Я, конечно, понимаю, что господину Дидату составит огромное удовольствие сказать это интересное пророчество, но где же связь между ним и Христом? Эта связь действительно не совсем ясна. Известно, что Исаия жил 800 лет до Христа. Однако после знакомства с Новым Заветом можно увидеть, что люди знали о Боге, который хотел, чтобы они знали Его. Люди хорошо понимали это, знали, когда они поступают правильно, а когда совершают ошибки. Если они ошибались, не понимая это, то значит Бог был бессилен защитить их и сохранить Слово Свое, ведь Он говорил, что будет сохранять и беречь Свои слова. В книге пророка Исаии, глава 53, мы видим, что он мучим был, истязуем был, однако не открывал уст своих, хотя был на заклании. После пыток и суда он был лишен жизни. Как говорил Господь, он получил наказание за грехи других. Он был как бы символом величия. Со злодеями вместе во время смерти я дам ему часть между великими и злодеями причтем был. Он не отверзал уст своих, посему я дам ему часть между великими, ибо он пожертвовал своей жизнью. Он понес на себе грех многих, и за преступников сделался заступником. Если проанализировать эти строки, то можно понять, где между упомянутыми мною формулировками и тем, что сделал Авраам, и местом божественного преодоления, то есть о чем мы говорили ранее, то, что произошло в день погребения. То, что говорится в Новом Завете, это достоверные версии происшествия. О смерти Христа рассказано много. Нам об этом известно. Еще при жизни Христос говорил о своей смерти, причем говорил косвенно. Мы не можем вести диалог, спорить о смысле сказанного им. Давайте посмотрим, что сказано в Евангелии от Иоанна, глава 2, 19. Иисус сказал им: «Разрушьте храм сей, и я в 3 дня воздвигну его». Иоанн сказал, имея в виду тело его, как храм тела Его. Христос сообщает нам о Своем поднятии или вознесении. Как считает Иоанн, слово «поднятие» не означает поднятие, оно означает вознесение в небо, то есть Он вознесся. В одном из мест говорится о вознесении Христа, говорилось: таким образом, он видел обстоятельства своей смерти, то есть виделось то, каким образом он должен был умереть. Христос в Евангелии от Иоанна говорит: «Я есть пастырь добрый, а пастырь добрый жертвует жизнью ради овец, и жизнью своей полагается за овец». Он не сказал, что добрый пастырь играет роль, что жертвует ради овец, и не сказал подобно сентиментальных слов. Он сказал, что пастырь достоин этого прозвища, так как он действительно жертвует жизнью ради своего стада. Пастырь добрый, он повторил это 3 раза, подчеркивая следующее: «И жизнь мою полагая за овец. Я отдам жизнь мою, чтобы опять принять ее». Он умер не только ради смерти, он умер, чтобы воскреснуть вновь, воскреснуть телом, плотью. В Евангелии от Иоанна Христос рассказывает о затмении, случившемся. После того, как это произошло, казалось, что земля умерла. Однако после этого земля стала плодоносить. Если все внести в свой контекст, то можно увидеть, что он действительно говорит о своем вознесении. In the Day of Atonement, as described in Leviticus 16,
Again, an analogy drawn out of the history of the Jews. И если встречаются какие-либо трудности в понимании этого кажущегося неясным текста, то у нас есть много фраз. Например, таких, что Христос говорил им, что Сын Человеческий должен много страдать, должен быть отвергнут старейшинами, первосвященниками, книжниками, а на третий день должен быть воскреснут. Он ясно и четко говорил об этом. Совершенно четко говорится о возвращении Христа после Его смерти. Здесь и кроется страх учеников, увидевших Его. Они совершенно не были готовы к встрече и не могли предположить, что Он воскреснет после смерти. Но им и не пришло в голову то, что Христос ранее неоднократно говорил об этом. И говорил недвусмысленно. В Евангелии от Марка, глава 9, Христос сказал, что Сын Человеческий предан будет руке человеческой, и убьют Его, и на третий день будет воскреснут. Но тогда ученики не разумели сих слов, а спросить Его боялись. Это место встречается в 9 и 10 главах в Евангелии от Марка. Когда Христос был со своими учениками, Он сказал им, что Сын Человеческий будет предан первосвященникам и книжникам, и осудят они Его на смерть и продадут Его язычникам, и поругаются над Ним, и убьют Его, и на третий день Он воскреснет. Если кто-то из присутствующих захочет усложнить задачу, сказать, что Христос говорит здесь о Сыне Человеческом, а может кто-то из вас скажет, что Сын Человеческий означает только человек, как об этом говорилось в книге пророка Иезекииля, то разрешите вам сказать, что «сын человеческий», равно как и слово «духовный», имеет несколько значений, а не одно или два. Нельзя придерживаться только одного значения слова или выражения. Христос неоднократно говорил, никто, даже Сын Человеческий, не может вознестись на небеса и зайти в них. Кто бы ни был Сын Человеческий, он не будет только человеком. Сын Человеческий — это тот, кто ниспослан с небес, а не тот, кто жил с женщиной, которая от него забеременела и родила ему нечто божественное. В Евангелии от Иоанна, глава 9, 35, в месте, где Христос беседует со слепорожденным, которому Он возвратил зрение, Иисус спросил слепого, «Ты веруешь ли в Сына Божьего?» Он отвечал, «А кто Он, Господи, чтобы мне веровать в Него?» Иисус сказал ему, «И видел ты Его». Поэтому нам нет необходимости заходить далеко и искать какие-либо доказательства. Когда Иисус говорит, что Сын Человеческий будет убит, не стоит говорить, что мы, мол, не знаем, кто Он. Иисус использовал подобные выражения в своих эпитетах. Более того, в Евангелии от Матфея, глава 20, Он говорит, «Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить им». Другими словами, Он пришел, чтобы посвятить свою жизнь в жертву людям. Возможно, кто-то скажет, что человек может посвятить свою жизнь служению других людей, но вовсе не обязательно, чтобы его при этом убили. Однако, если поразмышлять, что произошло во время Тайной вечери или Последней вечери, то надо вспомнить слова Иисуса, когда Он, взяв чашу и поблагодарив, подал им и сказал, «Ибо сие есть кровь моя, Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов». Иисус решил принести свою жизнь в жертву во имя человечества через пролитие собственной крови. Господин Дидат говорил здесь о покупке мечей, о том, как поставили 8 человек охранять его и так далее. Я хотел бы сказать, что это всего лишь гипотеза, предположение. Где сказано, что он поставил этих людей охранять его? Ведь ничего об этом не говорится. Однако вопрос для тех, кто любит читать между строк и от себя дополнять текст. Иисус не хотел умирать, Он хотел сражаться, хотел продолжать жить. Через язык метафор и сравнений, используемый Иисусом, мы делаем вывод, что Он сказал следующее. «Меня схватят, распнут, убьют, а затем я воскресну на третий день». Об этом говорится во всех Евангелиях от Матфея, от Марка и во всех других. Так где же истина? Что такое распятие? Это crucifixion по-английски, или же это читаемо по буквам? Если прочесть по буквам вторую часть этого слова, то получается fiction, то есть фантазия, воображение, миф. Это значит, что Господь ошибся. Возможно, господин Дидат снова поднимется на трибуну и скажет, посмотрите на многие книги, на различные смыслы слов, на различные издания, переводы. Я хотел бы, чтобы вы не попадались на эту ловушку. Ведь существует множество переводов Корана. Я могу принести, например, Коран в переводе Юсуфа Али и многих других. Я могу показать одни и те же места
имена в этих переводах, заметно отличающиеся по смыслу друг от друга. Но что это доказывает? В действительности это не доказывает ничего. Единственное, что можно доказать, что человек, осуществивший перевод с арабского на английский, видел текст по-своему. Или то, что разные переводчики по-разному переводили на английский те или иные фразы. То есть выбирали разные значения английских слов в переводе с арабского. Подобно можно сказать, что это, мол, разные переводы, разные издания, разные экземпляры. Давайте посмотрим на различия. Действительно, если здесь обнаружится то, что доказывает любое место в Библии, то, следовательно, оно доказывает то же самое в Коране. Некоторые фразы в Новом Завете, где говорится, что Иисус умер, затем воскрес из мертвых и после этого жил, встречаются в посланиях всех святых апостолов, а в различных книгах Нового Завета, что также подтверждено апостолами, не говоря о том, что взято нами из исторических источников. Крест, начиная с древних и после Христа, является своего рода символом всех христианских общин, чьи исторические свидетельства мы находим в Библии. Это является из самых известных и распространенных древнехристианских обрядов, независимо к какой общине христиане принадлежат. Однако все они так или иначе согласны с тем, что по сути дела совпадает под смерть и погребение Христа. Все это относится к непреложным историческим истинам. То же самое относится к понятию Тайной Вечери, Божьей Вечери, Общей Вечери и так далее. Разные названия этого события, так же как и слово «крест», символизируют тот факт, что Иисус умер телесно. Он отдал свою кровь и воскрес. Существуют свидетельства древних, живших в другую эпоху. Человек по имени Джастин Мартин, защищающий христианство, обратился к императору в 815 году проверить все детали, связанные со смертью Иисуса. Это зафиксировано в документе, который называется «Деяния римского правителя». Также можно найти в римских хрониках, где толкователи начала I века обсуждали положение христианства. Говоря о христианстве, они отмечали, что Иисус был казнен по приговору римского прокуратора. В Ватиримской рукописи, датированной 73 годом, хранящейся в Британском музее, можно найти следующий вопрос. Что приобрели иудеи от своего царя плодородного? В Талмуде мы находим некоторые упоминания о традициях горенских людей. Там говорится, что Христос был казнен в пасхальную ночь иудеев. And will hand him over to the Gentiles, who will mock him, spit upon him, flog him, and kill him. 3 days later, Что означают все приведенные мной примеры? Они означают о различных толкованиях, имевшем месте событий. Посмотрите еще раз на толкование Корана мусульманскими богословами. Они толкуют слова Корана, они не убили его и не распяли, но это только представилось им. Толкование этого канонического текста содержит мысль о том, что римляне и иудеи были обмануты. Они считали, что распяли Христа, а в действительности оказалось, что они распяли не его, а другого человека. Однако уместно спросить, кто же их обманул? Или же они были просто глупые, невежественные люди? Или же Господь Бог совершил какое-то действие для того, чтобы защитить своего посланника? Но даже если это было на самом деле, то кто же этот Бог, который обманывает многих людей? А если такой обман имел место, то кто же их обманывал? Может быть, их обмануло собственное невежество? Другими словами, кто же не был обманут, когда речь идет о распятии и смерти Христа? Выходит, обмануты были все, а если это так, то снова зададим вопрос. Что же произошло с Господом, который заинтересован в том, чтобы донести свое послание до человечества через своего посланника Иисуса Христа? Естественно, с самого начала речь идет об ошибке Господа Бога, ведь и иудеи, и христиане были обмануты. Итак, все ли они были обмануты, или все они нечестные люди? Возможно, не знали истину. Было ли это преднамеренно, когда они писали, что Он не умер? Ведь если Евангелие о Христе были ниспосланы для того, чтобы сразу же доказать нам, что они ошибочны, то для чего это было сделано? Если ученики Христа были обмануты, то почему распятие и воскресение? Господин Дидат сказал, что основное различие между исламом и христианством — понятие о первородном грехе.
и что среди христиан по меньшей мере полдюжины толкований этого термина. Однако христиане согласны по поводу слов, сказанных в Библии, в Священном Писании. Человек полон грехом. Грех — нечто большее, чем просто ошибка. То есть существует нечто априори, являющееся грехом человека. Это результат человеческого выбора и вытекающих из этого опасных вещей. Подтверждение этому есть. Оно содержится в истории человечества. Я спрашиваю вас, когда человек находится в одиночестве, например, ночью, может ли он преодолеть человеческие тенденции, находящиеся внутри каждого человека, то есть преодолеть сильное желание, другие пороки. В момент истины, в момент откровения большинство признает, что мы действительно не в состоянии сделать это. Но почему не в состоянии преодолеть эти пороки? Однако причина — это то, что упомянуто в Священном Писании, где говорится, что причина этому — природа греха. Здесь позволительно спросить, почему же было распятие? Распятие тем или иным способом. Вопрос чести. В 3 книге Ветхого Завета сказано: «Если кто ляжет с матерью своей, то принесет он позор отцу своему, да будет призван к смерти. Если кто ляжет с сестрой своей, то принесет позор семье своей, да принесен он будет смерти». Другими словами, наказание в подобном случае было смертно. Если сейчас мы зададим вопрос о чести, а вы знаете, что и срам, и позор убивают человека, в книге пророка Иоиля Ветхого Завета говорится, как сыновья принесли позор и срам отцу своему, и поэтому они будут преданы смерти. Читая книгу, мы узнаем, что их убили. В книге пророка Даниила мы читаем, как царю Валтафару Господь сказал: «Так как ты принес, Господь, срам Господу, твои дни закончились, твоему царству придет конец». Вы считаете сейчас, что можно принести позор и срам семье, что можно опозорить Господа? Поэтому Господь неоднократно говорит: «Вы принесли позор и срам мне». В книгах Нового Завета Христос упоминает слова пророка Исаии, данные им своему народу. «Эти люди почитают меня только устами своими, однако они далеки от меня». Поэтому можно сказать, что, возможно, мы только делали вид, что почитали Господа устами своими, в то время как мы в действительности позорим Его. Давайте спросим сейчас, как люди толковали срам, позор. Я могу сказать вам, что дело здесь не в каких-то церемониях. Вы, мусульмане, помните, что происходит в ваших странах, вы знаете проблемы вашего общества. Например, не ночуя дома, если дочь встречается с молодым человеком на улице, они разговаривают друг с другом, идут вместе, держат друг друга за руку, касаются друг друга, занимаются сексом, то этим они приносят срам и позор. Если девушка попросит извинения за свои поступки, вы ее простите? Конечно, нет. А если девушка раскаивается в содеянном ей, если она сожалеет в случившемся и говорит: «Отец, мать, уважаемые родственники, я каюсь в содеянном», то неужели они скажут после этого: «Забудь об этом»? Неужели после того, как кто-то скажет: «Я виноват, я сожалею», скажут: «Забудь об этом, ничего страшного»? А что же мы тогда скажем о чести Господа Бога, когда Его пытаются опозорить, осрамить? Что можно сделать? Неужели в этом случае мы ограничимся словами, раскаемся, ограничимся исполнением формальностей, будем исполнять обряды? Отец будет отрицать это. Господь преподносит здесь чудо из чудес. Иисус в Евангелии от Иоанна, глава 15, говорит: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Вы, друзья мои». Следовательно, Господь послал Христоса как посредника между ними, между людьми и Господом Богом. Здесь, конечно, речь идет о позоре, сраме, который мы принесли Господу, о смерти Христа, который отдал свою жизнь за нас. Многие мужчины и женщины умерли после того, как опозорили своих отцов, братьев или сестер. В Коране рассказывается история Авраама, который принес в жертву своего сына. Это сделал Господь. Он послал Иисуса,
для того, чтобы уберечь нас от заслуженного наказания, от позора и срама, который им принесли Господу, сделав это при помощи благородной жертвы за совершенный нами грех. Иисус — это посредник между нами и Господом. Он тот, кто защитил нас. Он тот, кто за нас получил пощечину. Если нам суждено получить эту пощечину, то вопрос чести всегда находится у того, кто получает эту пощечину. Евангелие Иоанна, глава 5, говорит: «Ибо Отец и не судит никого, но весь суд отдал Сыну, как бы честь Сына, как чтут Его Отца. Кто не чтит Сына, тот не чтит и Отца, пославшего Его». Сейчас я хочу сказать вам, что вопрос распятия и воскресения Христа — это вопрос истины, иначе мы все лишимся надежды. Мы уже принесли позор и срам Господу. Мы не нанесли ущерб Его чести. Это своего рода самоубийство. Почему оказывается возможным, что один человек умирает за других? Распятие можно понять как жест Господа Бога в наших же интересах, как любви Господа к человечеству. Это доказательство всепрощения, базирующегося на природе Господа. Я хотел бы сказать, что любая надежда получить вечную жизнь в результате добрых дел, а мы совершаем их человеком, это надежда, осуществление которой представляется делом сомнительным. Господь сказал в Библии, и я считаю, что Аллах Всевышний сказал то же самое в Коране, что Он справедливый, мстящий Бог. Аллах милостив и терпелив, и, как я уже говорил ранее, очень трудно тем или иным способом совместить эти черты, как можно быть справедливым и мстящим, когда вопрос касается чести и оскорбления, и в то же время быть милостивым и любящим. Отказаться от ответа на оскорбление и быть любящим и милосердным. Вы можете спросить, где же здесь справедливость? Неужели это можно проигнорировать? Неужели можно отказаться от этих черт? Или же эти черты не являются чертами Господа Бога? Если отказаться от необходимости вносить суждение, быть справедливым, от необходимости отомстить за то, что произошло, то нашим общим делом будет ад. Итак, что же мы должны делать? Ответ содержится в Библии. Кто такой Христос? Господь именно через Христоса показал свою справедливость по отношению к оскорблению, которое мы Ему нанесли, по отношению к позору и сраму, которым мы покрыли святое имя. Христос был нашим Спасителем. Он принял пощечину, которая была предназначена нам. Он пожертвовал жизнью ради всех людей, которые полагались на Него, видели Его, верили в Его деяния. А сейчас позвольте в оставшееся мне время кратко прокомментировать некоторые факты. Я могу продолжать, сколько у меня осталось? 5 минут. Я могу осветить некоторые вопросы, о которых сегодня не говорилось. Возможно, некоторые не захотят слышать, либо возразят мне, как уже некоторые это делали. Давайте повнимательнее рассмотрим и ответим. Можно ли полагаться на Библию? Нет, ведь существуют различные ее толкования. Можно ли полагаться на Библию? Нет, ведь существуют различные ее переводы. Or performing the ritual well enough. Different interpretations. Можно ли полагаться на Библию? Нет. Ведь вы можете найти что-то в 8 абзаце такой-то главы Евангелия от Иоанна, в 16 абзаце такой-то главы от Марка. Найдете нечто отличное. Можно ли полагаться на Библию? Нет, так как в ней содержатся рассказы, имеющиеся и похожие в языческих историях. Да, господин Дедат, возможно, достанет из своего портфеля некоторые высказывания исследователей из энциклопедий, источников, где говорится о том, как произошло распятие во всех деталях. Я хочу сказать вам, что это он вряд ли сделает сегодня, так как большинство исследователей не верят в Господа, не верят в сверхъестественные явления. Та же самая критика, которую эти исследователи адресуют Библии, то, что касается распятия воскресения, это, по сути дела, критика, адресованная Корану, так как они не верят в то, что Коран был ниспослан Аллахом. Я, естественно, не могу назвать того, кто не верит в Коран, человеком, верующим в Библию, так как он вообще выступает против идеи веры в Бога. Я снова возвращаюсь к сказанному выше. Если кто-либо захочет сказать, что проблема заключается в самом тексте в Библии,
то можно сказать, что существует разница в чтении, произношении некоторых аятов Корана. Но разве это доказывает, что он ниспослан не Аллахом? Конечно, вы скажете, что это вовсе не доказывает это. Так почему же мы применяем это определение для того, чтобы судить о Библии? И особенно, когда дело касается различных толкований. Различные толкования, экземпляры, переводы Корана, так называемые потерянные аяты. Все это существует. Разве этого нет? Возможно, кто-то из вас скажет, что ничего подобного не существует. Но я хотел бы напомнить вам, что некоторые мусульманские исследователи подчеркивали, что из Корана было вычеркнуто около 250 аятов. Поэтому у вас будет подход отличный от подхода ваших исследователей. Нет-нет, у меня еще осталось 5 минут. Хорошо, есть ли в Коране рассказы, взятые из языческих источников? Коран ведь запрещено критиковать. Мы все понимаем это. Основной вопрос, на который я хотел бы обратить внимание, это то, что если вы не хотите обсуждать вопросы, затронутые мной в связи с Кораном, то вы не имеете права обсуждать подобные вопросы, касающиеся Библии. Я хотел бы сказать, что разумное и логическое мышление просто необходимо. То, что я сказал, показывает, что различия, существующие в древнегреческом тексте Библии, ничего не доказывают. Это касается и разницы чтения и произношения различных аятов Корана. Разве разница в переводах Корана на английский, индонезийский или французский языки доказывают? Да ровным счетом ничего. Это касается и Корана, и Библии. Вопрос лишь в том, что существуют проблемы, с которыми сталкиваются переводчики Корана. Другой вопрос, все ли аяты существуют. В Коране есть проблема, которая заключается в том, что все разные тексты или разночтения, имевшиеся в Коране, уничтожены. И ваша история подтверждает это. Что же касается Библии, то все различия, а они все на полях древнегреческого текста, то можно определить, какой текст относится к оригиналу, то у вас же нет комментариев, нет разницы между имеющимся и уничтоженным. Я хочу сказать вам, и надеюсь, вы не воспримете это как нападки на Коран, хочу сказать, что все, что применимо к Корану, применимо и к Библии, с точки зрения Священного Писания. Распятие. Слово «распятие», вторая часть его, означает «не миф». Итак, Христос распят, убит, умер и погребен, а через 3 дня воскрес из мертвых, что является основной истиной, базирующейся на словах Священного Писания. Или же все, как предположил господин Дедат, это миф и фантазия. А если это миф, то Господь, который сказал, что Христос — это самый сильный, самый почитаемый у Него из пророков, это тот, кто принес человечеству Библию, ошибся в той или иной мере. В течение 6 веков он ошибался, но он потерпел неудачу не окончательно с вашей точки зрения, а лишь до того момента, когда появился Мухаммад с Кораном. Значит, в течение 6 веков Господь ошибался? Я так не считаю. Все зафиксировано и записано в его книгах. На этом я заканчиваю свое выступление. Сейчас слово предоставляется господину Дедату. Регламент его выступления 10 минут. Братья, доктор Дуглас затронул важный вопрос в своем выступлении. Я даже не знаю, на каком из них мне надо остановиться в течение этих нескольких минут. Он задал ряд вопросов, которые не имеют никакого отношения к теме диспута. Относительно Библии, можно ли на нее полагаться и так далее. Эти вопросы не для сегодня. Однако мы провели специальный семинар для обсуждения этого вопроса. Он продолжался около 2 часов, и там было поставлено много вопросов, и даны ответы на них. Однако доктор Дуглас поднял в своем выступлении массу других вопросов, такие как различия, существуют ли они в Коране, нужно ли затрагивать эти вопросы, могу ли я сделать это за считанные минуты, отведенные мне. Это будет простой тратой времени. Его выступления были противоречивы в его высказываниях. Например, то, что Иисус был жив в течение 3 дней, 3 ночей. В то же время он сказал, что на 3-й день Иисус воскрес. Никто не сообщил мне, что Христос был жив. Наоборот, Христос был мертв. Он был на кресте в течение 3 дней, 3 ночей. Однако он был мертв на 3-й день, он воскрес. Однако, что Христос был жив. Это напоминает мне попытку сидеть на 2 стульях.
В своих аргументах он пытается привлечь наше внимание на различные значения слова «духовный». То, что слово «духовный» и «дух» употребляется в нескольких значениях. Иногда употребляется оно как «дух», то есть «святой дух». Библия говорит, что о том духе, который Господь послал миру. В Библии говорится о 7 духах, которые Господь послал миру. И известно, что у христиан нет 7 святых духов, мы знаем это. А Христос говорит в Евангелии от Иоанна: «Тот, у кого кости из духа, тот из духов, тот, у кого кости из плоти, тот из плоти». Мы знаем, что то, о чем он упомянул, это не то, что он говорит другое. Поэтому слово «дух» имеет разное значение, но в то же время тем же способом говорил и доктор Дуглас. Почему он не сообщил нам о разных значениях, что «мертвый», «умер»? Эти слова употребляются в Библии в разных значениях. Например, слово «мертвый» не всегда означает «мертвый». Иногда оно означает, что душа человека рассталась с его телом. В книге «Бытие» предупреждают Адама не есть плодов с этого дерева, ведь когда съешь плоды с этого дерева, вы умрете. Несмотря на это, Адам жил 930 лет. Поэтому, уважаемые ученые, есть различные способы выхода из тупика. Вы можете услышать, не скажут вам «нет», ведь речь идет о духовной смерти. Однако почему нельзя привести подобное толкование смерти Христа? Возьмем историю блудного сына. Когда отец увидел, как его сын возвращается, он сказал: «Это мой сын, когда он был мертв, а теперь он жив». Почему же вы не сообщили, что слово «мертв» имеет иное значение? Оно означает расставание. В данном контексте это не смерть, а разлука, потому что сын не умер, он не умирал. Значит, слово «смерть» означало состояние разлуки. Ведь это состояние отделения, разлуки с Господом. Этот смысл записан в ваших книгах. Будем говорить о фактах, исходя из ваших источников. Объясняйте ваши книги, исходя из них самих. Объясняйте ваши книги, написанные на вашем языке. Откройте ваши книги, и вы увидите, что Христос, находясь на кресте, возопил громким голосом: Боже мой, для чего ты меня оставил? Для чего ты от меня отказался?» Что означает слово «отказался»? Господь отказался и от Адама. Отказаться — это значит умереть. То же значит и с блудным сыном. То есть сам Христос признается в том, что Он расстался с Богом. А это значит смерть, духовная смерть. Однако о смерти, от которой говорите вы, это физическая смерть. А если этого не было, если ее не произошло, значит, Он был жив в течение 3 дней и 3 ночей. Чудесный случай с Ионой, о котором говорит Христос, на самом деле не был чудом, потому что он был похоронен и остался похороненным в течение 3 дней и 3 ночей. Что же в этом чудесного? Ведь если вы похороните человека в могиле, и он будет жив в течение 3 дней и 3 ночей, разве это будет чудом? Чудо заключается в том, что вы ожидаете, что человек умер, а если он не умер, значит, это и есть чудо. Соответственно, Христос в течение 3 дней и 3 ночей был мертв, а Иона был жив. Следовательно, не осуществилось то, что предсказывалось. Распят. Слово «распят» означает «убит», то есть убит через повешивание на кресте. Когда человека приковывают к кресту, то во многих случаях, и, кстати, об этом говорят сообщения, опубликованные в филиппинских газетах, говорится о том, что 13 человек добровольно распяли самих себя на кресте, подражая Христу. 13 человек каждый год на праздник Пасхи проделывают подобные вещи. В действительности происходит следующее. Человека берут, привязывают к кресту, а затем снимают его с креста. Конечно, этот человек жив. Идет спокойно по земле, курит сигареты. Особенность вашего языка состоит в том, что в нем нет слова или глагола, описывающего это явление. Когда человека привязывают к кресту, что это значит? Его распяли, а ведь через 20 лет он умирает. Его давит машина или его расстреливают. Что подразумевается под словом «распятие» на вашем языке? В вашем языке нет ни одного слова, которое бы объясняло, что человек значит убит. Что можно сказать об этом? Когда человека приводят на казнь, на его шею одевают веревку. Перед тем, как голова должна слететь с его плеч, веревку снимают. Затем человек через 10-15 лет умирает естественной смертью. Я не говорю, что он был повешен. На вашем языке говорится, это произошло с ним. Найдите мне глагол, который бы объяснил смысл происходящего. Вы не можете сказать, что человек был распят. Люди ставят кавычки, когда кто-либо умирает. Когда кто-либо умирает, люди ставят слово в кавычки, а распят в кавычки. У меня есть брошюра. Эта книга «Хватает христиан и состояние несчастья, в котором они живут».
Она называется Crucifixion. Вторая часть фикшн звучит как миф, фантазия. Другими словами, человек в действительности не был умер, не был распят. Это означает, что распятие существовало только в воображении. Поэтому и существуют кавычки. Однако я хотел вкратце сказать, что у нас есть много причин, по которым Христос не был распят. В книге «Деяния святых апостолов» мы читаем, что Он привел несколько убедительных доказательств, что был жив. Он привел доказательства, что он был жив. И многие из апостолов видели, что он был жив. Однако они не поверили этому. Он был жив и, следовательно, не мог воскреснуть. Был некто, тот, кто направился в горницу большую, где состоялась последняя тайная вечеря. Они вышли и подтвердили, что встретились с Христосом, который был жив. Однако никто не поверил. Тогда они сообщили, что Христос был жив, никто не поверил. Удивительно, что, читая на вашем языке, слово «жив» существует, а не слово «воскрес». Вы путаете понятия, когда слова «жив» и «воскрес» означают одно и то же. Слово «жив» означает «жив». Ведь если произошло именно это, значит, Святой Дух снипослал откровение Марку, Луке и Иоанну о том, что Он воскрес, воскрес. А смысл, который имеется в виду, это то, что Он жив. Человек, он неузнаваем, не появился ни перед кем. Почему? Говорится, что каждому человеку суждено умереть только один. После того наступает судный день. Человек не может умереть дважды, однако если посмотреть на поступки Иисуса, то можно увидеть, что Он чудом спасся от смерти. Сам Пилат считал Его невиновным. Все это было сном, в котором мы видим, что этому человеку нельзя было причинять боль, в котором он увидел, что этому человеку нельзя причинять боль. Он был на кресте только 3 часа. Человек не может умереть, если он пробудет на кресте только 3 часа. Существует версия о том, что он был жив, находясь на кресте в течение 1-го дня. Другие говорят, что он был жив, находясь на кресте в течение 3-го дня. Другие говорят, что он был на кресте до 4-го и даже до 5-го дня. Я могу сказать, почему некоторые говорят, что Христос умер в течение первых часов после его распятия. Говорит это и о том, что когда люди попытались казнить Иисуса, они не смогли это сделать. Человеку, который еще не умер, нужны кости. Однако, если она уже сломана, то ему никакого ущерба это не причинит. Я могу принести вам сегодня различные доказательства, свидетельств о том, что его не убили и не распяли. Перед вами эта брошюра. Она называется «Распятие, миф или реальность». Она написана для вас. Как я уже говорил, господин Дуглас буквально обрушился на нас вопросом. Хвала Аллаху, Господу миров. Mr. Douglas, you say that the Word of God cannot be changed. Господин Дуглас, вы сказали, что хвала Господа видна. Я верю, что Господь хранит всех нас. Как вы объясняете наличие искаженной части Библии? В 3 книге Ветхого Завета мы видим фразы, которой запрещается есть мясо, не принесенного в жертву животного. Были вычеркнуты. Можно доказать, что Коран остается в той же форме, в которой он был ниспослан. Как вы можете доказать, что Библия не искажалась и не изменялась? Whole and unchanged. Well, as Dr. Didat has said, this is a subject for a whole evening's discussion. Как говорил господин Дидат, дискуссия по этому вопросу может продлиться целую ночь. The evidence is in the great multitude of manuscripts of varying ages. Что же касается доказательств того, что Библия не изменялась, является наличие многих рукописей Библии, представляющих различные эпохи. Некоторые из этих рукописей очень древние и относятся к различным культурам, к различным странам. Если взять эти рукописи и положить их рядом друг с другом, сравнить их друг с другом, то становится ясно, что есть те места в Библии, по поводу которых следует задать вопросы. Saying that these materials are not found in some ancient manuscripts.
Я удивлен от того, что вы вначале не заглянули в Евангелие от Иоанна, глава 8, где можно найти на многих переводах, что эти абзацы отсутствуют в древних рукописях. Мы должны посмотреть на все эти вопросы, как говорится, комплексно. Мы должны сравнить между собой абзацы, имеющихся у нас с точки зрения времени и источников, то есть провести прямое сравнение с общечеловеческой точки зрения. Даже если какие-то абзацы были проигнорированы, то мы абсолютно ничего не теряем. Книги Ветхого Завета ясно и недвусмысленно запрещают иудеям есть свинину. Запрет существует независимо от того, говорится ли об этом той фразе, которую вы упомянули, или нет. Я хочу рассматривать вопрос с исследовательской и исторической точки зрения. Другими словами, я имею в виду, что Господь хранит и оберегает слова свои. Это Бог хранит и оберегает слова свои, который хотел, чтобы люди следовали Его повелениям и ограничивает каждой своей буквой. Тогда это будет означать нечто другое и не будет соответствовать тому, чему нас учит Библия. Господин Дидат, когда Христос оживил людей, то приняли ли они духовный облик? Святой апостол Павел говорил о воскресении. О чем это говорит? Как вы видите разницу между воскресением и оживлением мертвых? Как бы внешней смертью вопрос ясен, но это не значит, что Христос продолжает ходить на земле. Может быть, Он среди нас? Потому что в Священном Писании говорится, что человека нет умирающего дважды. Ведь если Он воскрес, значит, Он принял духовный облик и вознесся в небо. Однако с Иисусом это не произошло. Он ходил среди людей, жил среди людей, принял пищу. Поэтому то, что произошло с Ним, не было воскресением, потому что подлинный смысл воскресения заключается в том, что происходит воскресение в день страшного суда. Я думаю, что я ответил на ваш вопрос. Господин Дуглас, в чем разница между Ветхим и Новым Заветом? Может быть, они должны представлять собой одну книгу, как Коран? Они и являются одной книгой, подобно Корану. Ветхий Завет — это Слово Божье, ниспосланное Моисею для еврейского народа, для различных общин и районов, где он проживал. В Ветхом Завете говорится о пришествии Христа. Однако, если предположить, что у Ветхого Завета и Нового Завета разные цели, то необходимо сказать, что подобное различие существует только в некоторых юридических тезисах. Господь заботился о делах еврейского народа в древнее время, а время отличается от того, когда Господь стал заботиться о делах человечества через Иисуса. По сути дела, является одной книгой. Они, многие книги Господа Бога, содержат откровение Господа до того момента, когда произошло величайшее действие, воплотившееся в ниспосланном Господом через Христа, Его смерть и Его воскресение. Однако господин Дидат прав, когда он говорит, что у слова «смерть» много значений. Тем не менее, Библия говорит, что Христос был убит, и это совершенно ясно. Dear brother Ahmed Didat,
please clear the misunderstanding for the Christians about Jesus. Дорогой брат Дедат, не могли бы вы пояснить мне недопонимание христианами вопроса, что Христос не был распят и убит на кресте, однако казалось, что Он был там? The doctor Доктор Дуглас пояснил этот вопрос. Он обвинил меня, что я читаю между строк. То, что я вкладываю в текст, другой смысл. Я думаю, что он сделал гораздо больше. Он сказал о том, что сказано в Коране относительно того, что следовало предположениям. Там сказано, что им показалось. Однако это не значит, что означает какую-то подмену. Однако в Коране на этот счет ничего не говорится. Я уверен, что он это знает. А если это так, то он мог бы процитировать соответствующее место из Корана, и это было бы интересно. Я еще раз возвращаюсь к Библии и говорю, что в вашей книге говорится, что у духа нет плоти и костей. Нет плоти и костей. Я сообщаю вам, что я не дух, я не призрак. Как сказать это на вашем языке? Когда я спросил это у одного англоговорящего человека, он сказал мне, если нет плоти и костей, то значит я не дух. Когда я спросил у говорящего на языке зулу, он ответил точно так же. То, что у духа нет плоти и костей. Однако этот человек сказал мне, знаете, когда нет у человека плоти и костей, то значит, что они у него есть. Англоговорящие люди говорят иногда парадоксальные вещи. Это происходит, когда мы говорим «внимание». Внимание по-английски «lookout». Это буквально означает «посмотри наружу». Но мы не говорим «посмотри наружу», мы говорим «посмотри внутрь». Кстати, однажды один француз сидел возле окна в огромном небоскребе, вдруг кто-то крикнул «Внимание, «lookout», то есть «посмотрите наружу». Он буквально посмотрел наружу, выглянув наружу окна. Мне говорят «выглянь наружу», и я выглядываю. Доктор Дуглас, в английском языке, когда мы говорим, что дух не имеет плоти и костей, то это означает, что дух имеет кости. Так сообщите же это им. It means a spirit has flesh and bones. Sometimes we English people, we speak in opposites. See, and we mean the same thing. When we say slow down, we mean also slow up. You know, one fellow says, slow up, man, you know, you're too fast. The other says, look, he's telling you, why don't you slow down? Why don't you slow down? He says, slow down, slow up means the same thing. When we say in English, look out, we don't mean look out. We mean look in. So what are you talking about? What are you talking about? Said a Frenchman was trying to learn English. Sitting in a skyscraper building, tall building, sitting by the window, and he hears somebody shouting, look out! And he looks out, and a brick grazed him on the head. He said, what's this? You know, what kind of language is this? He tells me to look out, and I look out. He says, no, when we say look out, means you look in, you don't look out. Doctor Sahib, I says, please tell these people that in my language, in English, when we say a spirit has no flesh and bones, that it has flesh and bones. Tell them so. Dr. Douglas, we hear from time to time Доктор Дуглас, порой мы слышим об изменениях в Библии, и это делается усилиями ваших ученых. Имеется огромное наличие экземпляров. Какой из этих экземпляров вы считаете лучшим из них? Я передам этот вопрос Дедату, потому что чувствую, что он чувствует, что Библия изменилась. Я считаю, что Библия не изменилась. Что же касается вопроса, какой из экземпляров вы считаете лучшим, хорошо. Наверное, вы понимаете, что, говоря об экземпляре, имеется в виду перевод. Перевод на английский, французский, немецкий, арабский и другие языки. Я предлагаю следующее. Когда вы спрашиваете о лучшем экземпляре, а не переводе, наиболее точно передающий древнегреческий текст.
С другой стороны, какой перевод Корана предпочитаете вы? Какой же из них лучше? Может быть, ваш ответ будет звучать так: лучшего экземпляра или перевода вообще не существует. А может быть, лучший тот, в котором параллельно английскому есть арабский язык. Я мог бы показать вам с полдюжины различных переводов Библии, и вы выберете из них лучшие с тем условием, что я останусь здесь в течение 2-3 дней. То же самое можно сказать относительно того, что самый лучший перевод Библии — это тот, который точно отражает древнегреческий текст. Точно так же, как и в случае с арабским языком. Исходя из этого, я говорю вам, что этот перевод и есть лучший. Но почему я говорю этот? Потому что в этом экземпляре и этом переводе собраны лучшие древние рукописи. Если будут какие-либо вопросы, связанные с этими рукописями, то мы находим ответы на полях каждого текста. Эти рукописи не были уничтожены, их никто не прятал, никто не избавлялся от них. Они не были утеряны. Они все здесь, вы можете посмотреть на них. О любом различии между ними. Что же касается содержания, то имеющиеся там различия весьма несущественны. Я знаю, господин Дидат, разговаривая со мной на прошлой встрече, сказал мне, что христиане изменили Библию. В Евангелии от Иоанна, глава 3, сказано: «Ибо как возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, затем единородный было вычеркнуто». Об этом говорится в переводе Джеймса. Он говорит, что там уже нет этого правленного экземпляра. Кто-нибудь изменял Библию? Ответ — нет. Ни одного изменения в древнегреческом тексте. No alteration of the words at all. Let me correct Позвольте мне поправить доктора Дугласа. the difference between version and translation. Разница между словами «экземпляр» и «перевод» Christian scholars and missionaries are trying to confuse the Muslims with the term заключается в том, что христианские проповедники пытаются убедить нас, мусульман, что слово «экземпляр» и «перевод» имеют один и тот же смысл. the Roman Catholic version of the Bible, the Douay-Rheims. Однако дело обстоит иначе. У вас в христианстве есть римско-католический экземпляр Библии. В нем содержится 73 книги, и в эти священные писания верят христиане-католики. That the Protestant world upholds is the King James version of the Bible. Протестанты же верят в экземпляр Джеймса. 7 books less. Now you see, it's not just translation. It Он is not состоит из a choice of words. 66 книг, то есть на 7 книг меньше, чем в католическом экземпляре. Translation, he means translation. Yusuf Ali, Daryabadi, Muhammad Ali. Этот вопрос не связан с переводом. Each and every one of these are Поэтому, когда translations мусульмане different говорят, in что the это choice of перевод words. Корана, это действительно перевод. Все это переводы. Different words are being used to translate a certain word according to the person's understanding or grasp of the language. That's a translation. But when 7 books are thrown out of a book of God, Разница заключается только в выборе слов, синонимов. Поэтому вопрос заключается только в переводах. they are spurious, those 7 books. These scholars say that they are apocrypha. I'm asking, what is apocrypha? Когда Apocrypha из is the книги text that Божьей tells us вычеркивается doubtful 7 authority. частей, являющимися незаконными, по их мнению, ваши ученые назвали эти 7 частей апокрифами. Я спрашиваю, что значит апокриф? Другими словами, это текст, не являющийся Словом Божьим. Then, it says the Естественно, most протестант accurate- не принимает эти 7 книг. В противном случае он становится and the католиком. most accurate rendering of the scriptures is the RSV. That is what your scholars say. После этого говорят, что самый точный экземпляр, который имеет древнегреческий текст. И, кстати, об этом говорят ваши исследователи. В США этот перевод проверяли 32 видных исследователя.
This is the book he uses. This is the book he sells. Now, they say Они that говорили God says красивые that вещи о book, переводе, the King James переводе Version, Джеймса. has Я здесь great ссылаюсь на defects. слова. И сейчас они And говорят, that these что defects are проверили so many and этот so перевод, serious перевод as to call for Джеймса. В revision то же of время the они revised. говорят, что в этом So they переводе threw много out- недостатков. Leave out the word begotten. You were going to the Greek scriptures. I don't know Greek. But the Trinity, the Holy Trinity. Кстати, среди слов, которые они вычеркнули, слово или выражение «он породил». Я не знаю древнегреческий язык. Однако всем известно существование Святой Троицы, одного из столпов христианства. Говорят, этот перевод единственный, заслуживающий доверия. Но что имеется в виду? И вот Библия древнегреческая. У большинства христиан имеется эта Библия, где мы и читаем. But the bulk of Christendom, this is the one they have in their hands. And the verse is in first epistle of John, chapter 5, verse 7, where it says, Послание Иоанна, глава 5-7. «Ибо три свидетельствуют на небе, Отец, Слово и Святой Дух». Эта правда была вычеркнута и не вошла в исправленный перевод. So that's a version. It's thrown out as a fabrication, adulteration. Then the ascension of Jesus. Давайте рассмотрим проблему вознесения Иисуса. Единственное, где это упомянуто, Евангелие от Марка, глава 16. Эти места были вычеркнуты. Экземпляр существует в таком виде. They're also thrown out as fabrications. Now that is version. Нет, это не перевод, потому что те места, которые должны быть там, вычеркнуты. В этом и различается разница между экземпляром и переводом. Dr. Douglas, Доктор Дуглас, вы верите в то, что Ветхий Завет — Слово Божье? И если да, то можете ли вы сказать, что Христос был проклят, потому что был распят и убит? do you say that Jesus was cursed because he was hanged to death? I'm sorry, let me repeat the question because I thought I misunderstood. it. Простите, Do you но я believe that the вынужден Old Testament повторить этот to be вопрос. the whole Word of God? Yes, I believe the Old Testament to be the Мне Word of кажется, God. что я не совсем понял его. Итак, он звучит так. Верите ли вы, что Ветхий Завет — Слово Божье? Я отвечаю «да, верю», потому что Ветхий Завет действительно Слово Божье. Однако я не верю в то, что он выражает все слова Божьи. Я считаю, что подобный вопрос вообще не должен задаваться. The Old Testament said. The New Testament definitely says Вторая часть вопроса. Если да, то можете ли вы сказать, что Христос проклят, как говорится в Священном Писании? Я утверждаю, что в Новом Завете ясно и четко сказано, что Христос был распят, казнен. С точки зрения иудеев, он был проклят. В действительности же он принял на себя проклятие за грех и кару. Однако это не означает, что христианин может сказать «Будь проклят Христос». Я говорю, что Христос взял на себя проклятие за грехи, совершенные мною. Иудеи относились к Христосу как к человеку, смотрели на него как на проклятие. Убили его, потому что им показалось, что это не он. В действительности, план состоял в том, что он будет убит и воскреснет. И оттуда, через это проклятие, к нам пришло благословение. Mr. Didat, if Christ showed the disciples that he Господин hadn't Дидат, died, если he did not Христос die, объяснил своим ученикам, что он не умер, почему некоторые в своих проповедях говорили, что он умер, и продолжают это до сих пор? Если Христос сказал своим ученикам, что он не умер, то почему некоторые из них утверждают, что он умер? that he had died? Я не читал то, что подтверждает, что они начали проповедовать это, то есть говорить, что он умер. Наоборот, они утверждали, что он жив. И это было своего рода реакцией на те мысли, которые были ранее, то есть на то, что он был казнен на кресте.
So now comes Jesus and he demonstrates to them that he is there. He is the very same Jesus that was before. Они не были свидетелями, не видели, не слышали об этом событии тогда. К ним пришел Христос и сказал, что Он жив. Он ел, потом пошел с ними. Другими словами, это был другой человек. Они считали, что Он умер, однако Он не умер. Что касается слов, которые они повторяют, что Он умер во искупление грехов человечества, я могу сказать, что эта мысль противоречит закону Господа Бога, который говорит в Библии в Ветхом Завете: «Душа, согрешающая, она умрет. Сын не понесет вины отца». Это значит, что сын Адам, Евы не понесет вины отца. Тот, кто творит зло, пожинает плоды его. Таков был закон Божий во все времена. Will turn from all the sins that he has committed and do that which is lawful and right, he shall surely live, he shall not die. This is the law of God for all eternity. He does not take an Доктор Дуглас innocent говорил man's о faith справедливости и милости for the guilty. Божьей. This is against his justice. Doctor was talking about the justice of God, the mercy of God. Я спрашиваю, что это за милость такая, когда не несет наказание совершающий грех? И, следовательно, Господь забирает Сына Своего для того, чтобы Его распяли? Как это назвать? Любовью? Неужели убийство невиновного человека называется любовью? И кого убивают? Его невиновного сына? И это действительно странно. Что это за логика? В Библии, как и в Коране, Господь Всевышний говорит, что Он прощает за грехи. Он говорит: «Когда я прощаю, я забираю грехи ваши. Я сам изглаживаю преступления ради себя самого и грехов твоих». Другими словами, когда Господь прощает, Он не просит взамен ничего, не требует от вас принести в жертву Сына. Христос говорит: «Не от меня тот, кто несет свой крест и требует за мной, несите свой крест и следуйте за мной. Я несу свою ответственность, вы несете свою». Иисус говорит: «Ибо говорю вам, если праведность ваша не произойдет, праведность книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное». Это Христос сказал своим ученикам. How can you be better than the Jew by not keeping the laws and the commandments? Mr. Douglas, this one is for you. Christians claim that Jesus, peace be upon him, Доктор Дуглас, этот вопрос адресован вам. Христиане утверждают, что Христос — это Бог. Утверждал ли сам Христос, что Он Бог? Говорил ли Он, что «Я Бог»? Говорил ли Он своим ученикам: «Поклоняйтесь мне»? One quick word to what Dr. Didat was saying a moment ago about the disciples going. Прежде всего, я хотел бы вкратце ответить на то, что говорил доктор Дидат несколько минут назад относительно учеников и проповеди. 10 days after he ascended into heaven, the Holy Spirit came. Что касается смерти Христа, то в Священном Писании говорится, что после того, как они произвели проповедь, через 10 дней после воскресения Христа появился Святой Дух. И первый раз, когда они произносили проповедь, сказали они: «О сыны Израилевы, слушайте эти слова Иисуса Назаретского. Это вы взяли Его, вы выдали Его, грешными руками распяли Его. Однако Господь воскресил Его из мертвых». You killed the author of life, but God raised him from the dead. Другой раз, когда ученики произносили проповеди, в то время Христос был выдан и убит, судьба Его была вручена Пилату. Вы убили хозяина жизни, однако Господь воскресил его из мертвых. Они были обмануты. Случилось нечто странное. Что касается, утверждал ли Христос, что Он Бог, то хотите знать, что Он сам говорил по этому поводу? Он сказал: говорил ли Он, что «Я Бог»? Нет, Он не говорил этих слов. Однако иудейские власти сказали ему: «Сообщи нам, ты Сын Благословенный».
Они спросили его: «Ты сын благословенного? Кто же этот благословенный? Мария? Господь?» Сказал Христос: «Я есть Он». Они сказали: «Что?» Он сказал: «Я есть Он». Они сказали: «Нужно ли нам еще более убедительно доказать, что Он безбожник? Тогда пусть Он умрет». Ведь безбожие — это когда человек претендует на любую черту Господа Бога, которой у него нет. Никто не понимал это в то время так, как иудеи. Исходя из этого, я говорю, что Христос утверждал, что Он есть Бог. Трижды в Евангелии от Иоанна Он сказал: «Потому что вы, если вы не поверите в то, что Я, вы умрете от грехов ваших». Прежде чем Авраам «Я есть», они поняли, что Он имеет в виду под этими словами. Что же касается их реакции по отношению к языку, которым пользовался Христос, то этот вопрос объясняется Ветхим Заветом, где Христос говорил «Я есть Он», где Христос утверждал, что Он есть Бог. Насчет слов «поклоняйтесь мне» — нет, Христос не говорил этого. Он не сказал им «встаньте». Он не сказал им, Он принял это от них. Ахмад Дидат. Вопрос Ахмаду Дидату. В своих аргументах вы ссылались на Библию, которая, как вы уверены, не совсем точна. Я считаю это противоречием. Почему вы делаете это? Я уважаю вашу религию. Как нам понять эту проблему? Господин председатель, братья, как вы видите, в любой цивилизации, в любой стране, между людьми бывают разногласия, случаются конфликты, споры. Когда такие конфликты возникают, то люди обращаются в суд для того, чтобы решить эти конфликты или споры. Сначала выступает истец, затем ответчик. После этого начинается допрос свидетелей. Если судья убеждается в том, что доводы истца не подтверждаются, он требует от него оплатить судебные издержки. Это обычная практика, которая происходит ежедневно. Какой же спор идет между нами? Мы как бы допрашиваем истца, приходим к определенному выводу. В Коране говорится. И говорят они: никогда никто не войдет в рай, кроме иудеев или христиан. Это мечта их. That you Muslims will never enter Jannah. There's no heaven for you. There's no salvation for you, except you become a Jew or except you become a Christian. In answer to that, кто говорит эти слова? Иудеи и христиане. Они говорят: вы, мусульмане, не войдете в рай. У вас не будет рая, не будет спасения. Для того, чтобы ответить на эти утверждения, Аллах говорит: это мечтание их. Это всего-навсего то, о чем они мечтают. Они всегда говорят: в Библии говорится, в Библии говорится. Поэтому нам ничего не остается, как спрашивать с них в связи с этими словами. Может быть, вы спросите о других вещах, которые мы доказываем. Когда вы говорите, что в Библии сказано, что Бог единство, мы говорим, что мы согласны с этим. Если в Библии говорится, что каждый человек отвечает за дела свои, то мы также согласны с вами. Если вы скажете, что Бог милостив на небесах, мы согласны с вами.
В 1996 году население земного шара достигнет 4 миллиардов человек. Соответственно, с христианскими догматами это число попадет в ад. Почему? Причина в грехопадении Адама и Евы. Это глупейшая мысль, потому что Адам не спросил меня, прежде чем отведал запретный плод. Как же мы можем отвечать за его дела? Mr. Douglas. В Евангелии от Матфея, глава 12, мы читаем: «Ибо как Иона был в чреве 3 дня и 3 ночи, так и Сын Человеческий будет 3 дня и 3 ночи в чреве земли». Я христианин, принадлежу к церкви Христа, но я имею некоторое замешательство. Можете ли вы объяснить, как Сын Человеческий может быть в чреве земли 3 дня и 3 ночи? 3 days and 3 nights. Прежде всего, позвольте сказать мне, что меня совсем не радует то, что об этом надо говорить подробно сейчас, после диспута, потому что время, возможно, не позволит это сделать. Я хочу, чтобы вы поняли то, о чем я говорил в начале выступления. То, что человек в течение 3 дней и 3 ночей будет в сердце земли, речь идет о 72 часах, не так ли? Мы говорим лишь о приблизительности времени, как я упоминал ранее. Когда я говорю с людьми, которых встречаю в дороге, когда они спрашивают, где вы были, когда они спрашивают меня, сколько времени я был там, я говорю им 2 дня. В то же время я не был там в течение 48 часов. То же относится и к тем, кто писал Новый Завет. Писал эту книгу для тех, у кого были свои способы подсчета времени. Если посмотреть на эти способы и обратиться прямо к вопросу смерти Христа, как о ней говорится в Евангелии от Иоанна, то мы увидим разницу, заключающуюся в точном подсчете времени. Как говорил господин Дидат, день у иудеев начинался с заката, и древние римляне считали время совсем по-другому. Поэтому нужно увидеть, что некоторые авторы используют отсчет времени, как в Древнем Риме, а другие — так называемую современную систему. Проблема заключается в принципе решения. For, as Mr. Didat has said, the Jews, the day begins at sundown and moves on. The Romans did not think that way. And so you find some writers dealing in Roman time. You find other writers dealing in more of what you would think of as Semitic or Hebraic time. And the difference there is a very understandable thing. It's a question of reporting. If any of you who are Americans have been in the military, and I said to you, now, what time is it? You would report it's 2200. And others of you would think, what in the world is he saying? Why, it's 10 o'clock. The same time, different descriptions. This would be Mr. Didat's last question. Mr. Didat. А сейчас последний вопрос. Этот вопрос господину Дидату. Господин Дидат, в книге Откровения Христос утверждает, что Он первый и последний. Он говорит: «А я тот начало и конец». Если Христос не Бог, то как Он приписывает себе это утверждение? Что касается книги Откровения, то можно сказать, что это только фон. Это был фон, записанный Иоанном на бумаге. Если Христос явился Иоанну и сказал ему: «Я есть первый и последний», это полностью исключается, то они говорят здесь о Господе, который говорит: «Я первый и последний», а не о Христе. Even then, a dream. You know, a people, when they eat a bit too much, it happens you dream dreams. Things that you see. Но даже если предположить, что Христос сказал это в ваших переводах, то это всего лишь навсего плод фантазий. Он не выходит за рамки того, что происходит с Христом, в результате чего появляются подобные фантазии.
In none of the Gospels, Matthew, Mark, Luke or John, И мы is действительно expressing читаем ever очень means странные I am вещи в God Откровении, or worship. где описывается чудовищный зверь. Когда мы читаем, что Христос шел по этой земле, мы спрашиваем, почему Он шел по этой земле. В Евангелии от Марка, от Луки, от Иоанна нет ни малейшего намека на этот текст. And my judgment is righteous, because I seek not my own will, but the will of him that sent me. He says, of that day knoweth no man, no, not the angels, nor the Son, but Когда the Father Христос in heaven. говорит «Я есть Бог, поклоняйтесь мне», об этом говорит «Отец мой более великий, чем я». Я не могу сделать сам ничего, но я слышу, что имя мое истина, потому что оно не зависит от моего желания. Оно зависит от того, кто послал меня. That it is his power, he is doing it, nowhere. And Peter testified in the quotation that the doctor gave. Peter in the book of В Acts тот день не testified, будет ни человека, ни ангела, ни сына, а будет Отец. Вся сила, которая дана была мне от Духа Божьего. То есть, где Христос утверждает, что Он делает это по собственному побуждению. Давайте посмотрим, что говорит Петр в Деянии святых апостолов. На что ссылается доктор Дуглас. «Мужи израильские, выслушайте посланного вам от Бога, силами, чудесами и знамениями, которыми Бог сотворил через Него. Но вы почти усвоили то, что Он сказал. Он сказал, что Он человек, которого Он послал чудесами и знамениями, а не Христос делал их по собственному побуждению». God's permission, he healed those blind and the lepers by God's permission. We agree with that. But I said, look, now your interpretation, Смотрите, мы согласны с вами. В Коране говорится то же самое. Говорится, что Он воскресил мертвых, вылечил слепых и прокаженных. Мы согласны с этим. Покажите, посмотрите на ваше толкование. Это прямо противоположно тому, что говорил Христос. Отец Небесный, благодарите Господа, молитесь Ему. Thy name, singular, thy name, thy will be done, thy, as it is on earth, as it is in Мне это heaven. напоминает то, как недавно я был в Монголии и посетил там буддийский храм. Я спросил служителей о так называемом молитвенном колесе, которое вращают верующие, чтобы быть более внимательными. Я спросил, в чем его действие. Он сказал, через него мы просим помощь у Будды. Я сказал, я читал книги и не нашел ничего, что подтверждает, что Будда Бог. Когда он спросил у доктора, тот сказал, это правда. Ведь это мы сделали из Будды Бога. Я читал много буддийских книг и не нашел там ничего, что подтверждало, что он Бог. Когда тот спросил у доктора, тот сказал, это правда. Ведь это они сделали из Будды Бога. But he said, look, I read so many books on Buddha. Nowhere does Buddha claim to be God. Nowhere. This is one of our panel members of Jimmy Swaggart says, no one says that Buddha is God. He said, nowhere. He said, yes, that is true. Когда Дуглас рассказывал мне об этом, я сказал ему, брат мой, вы как бы в той же самой лодке. Вы делаете то же самое. You are doing the very same thing. Brothers and sisters, I want you to acknowledge Братья и сестры, я хотел бы, чтобы вы вместе со мной поприветствовали этих двух поистине героических людей. Это действительно великие люди, которые уделили нам бесценное время. Давайте вместе поприветствуем их.